натеричных земель, селений в основном. Вот. И надеюсь, что, как и вчера обещали, мы сегодня вам расскажем о некоторых селах, которые были основаны чеченцами. Но исторически сегодня, исторически основаны чеченцами, жили тогда они там. Сегодня они находятся, после Кавказской войны, находятся в Моздокском районе, Северная Осетия, Алания. Вот, частично эти земли, некоторые села сегодня остаются под де юре и де факто под другим субъектом федерации. То есть не являются чеченскими, так сказать. Но давайте исторически ознакомимся с документами. Вся работа, которая сегодня будет мною зачитана. Меня слышно хорошо всем? Надеюсь, меня слышно хорошо. Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Да, Итак, в Ютубе нет эфира. В Ютубе должен быть эфир. Ибраим должен включить сейчас и в Ютубе тоже. Если кто хочет в Ютуб зайти, можете, как говорится, через Ютуб посмотреть. Сегодня мы постараемся не отвлекаться на другие какие-то вопросы. Быстро пройдемся и зачитаем. Итак, мы всегда рассказываем в основе своей про многие тейпы, которые тейпы и земли, которые находятся в южной части, в западной части. Вот. И, честно сказать, в Ютубе эфир тоже есть. И, честно сказать, возможно, из-за того, что мы мало уделяем внимания правобережным, левобережным землям, исконно чеченским землям, внимание, возможно, некоторые какие-то свои мнимые амбиции по этому поводу, или то, что нам нечего рассказать об этом, думают, наверное, предполагаю. Ну и, честно сказать, немного об этом мы и говорим. Мы знаем, что Тяркистер, Уаюрчу, все, и остальное как бы не сильно рассматриваем. Я имею в виду непосредственно, вы сейчас поймете о чем. Да и плюс к тому же, мы много знаем, что во времени имама Шамиля многие люди рассказывали о том, что как были заселены эти земли, но кем, какие герои были там, не были, какие взаимоотношения были с соседями, какие селения основали именно, и кто основал эти селения, северо-западной части нашей, получается, да, северо-западной части нашей Родины, об этом мало кто рассказывает. Но надеюсь, что мы потихоньку исправим. Итак, начнем сегодняшнее о натеричной Чечне, лидерах восстания натеричных Чечне. И хочу, поскольку там есть большие тейпы, маленькие тейпы, как вы знаете, все они в основном относятся к нахчмахоевцам, это правобережье, левобережье относится к Шарои-Чаберлое, то есть Наури-Шор, это область. Сегодня мы говорим непосредственно о правобережье, и одним из этих героев, так скажем, до первой половины 19 века являлся наш чеченец Джамбек Аматов. Итак, о Джамбеке многие, может быть, и не знают, но я хочу вас ознакомить с деятельностью. Вы поймете, почему я сегодня говорю, и какие селения остались сегодня
и как они остались сегодня в Северной Осетии Алания, то есть как они, кто их первый основал и к кому они сегодня относятся. Итак, Тейп Занд Куай, один из крупных родов чеченского народа, входящий в состав возникшего еще в средневековье военно-политического объединения Токума-Нахчмахквай, родоплеменной союз в Ичкерии. Метрополией представляется этого рода Тейпа является аул Зандак, который находится в юго-восточной части, расположенной в Ножеюртовском районе Чеченской Республики. С увеличением народонаселения в своем историческом центре Зандак представители указанного Тейпа активно расселялись по разным населенным пунктам чеченской плоскости. В конце 18-го, начале 19 века Занд-Куай одним из первых освоили также территорию северного региона Чечни под названием Теркист. Будер гендергной, нахвасти хилацаш гендергной, гергенах усам. Тхануса гендергнойер, сашича ах гендергноу, так сказать, по-матерински ранее Будер. Итак, я сейчас на вопросы отвечать не буду, не отвлекайтесь, просто слушайте, если кому интересно. Итак, это о северной части нашей Родины. На Тереще Чечня, располагающаяся между Терским хребтом и правым берегом реки Терек, от окрестностей крепости Моздок на западе до впадения реки Сунжи в Терек, усиление Брагунов. То есть вот весь этот промежуток правобережья, речь идет об этих селениях, чтобы было понятно. Реки Сунжи, Терек, селение Брагуны, чеченские Боргани на востоке. Из Тейпа Занд-Куай вышли такие известные представители чеченского народа, как шейх Гез Хадж Зандакский, имам Алибек Хаджи Зандакский, Алдамов, шейх Хасимик Мулла, Чулгюрт, ныне Знаменская, шейх Абдул-Азиз Дохка Шаптукаев из Старого Юрта, шейх Абдул-Вахаб Хаджи Куркаев из Чант-Юрта, ныне Терская. Это Терская, которая Чеченская Республика Терская, чтобы было понятно. Есть два Терских. Одно Терская находится, станица Терская находится рядом с Моздоком, а другая Терская в Чечне. Чант-Юрт, ученах Терские Ошту. И вот это Терская именно Чант-Юртушин Ючик, чтобы не путали. Ныне Терская. Царский. Дальше читаем. Царский полковник Аду-Вагаб, Аду-Вахаб, владелец села Аду-Юрт, ныне правобережная, полковник Абдулла Вагапов, Адуев и многие другие. То есть сегодняшние непосредственно, которые и многие другие. Сегодня мы пополним свой список еще одним именем, оставившим след в истории Чечни как предводитель восстания на теречных чеченцев в 1840 году. Джамбек Аматов родился в 1797 году в семье зандаковцев Хаммата, чеченский Хамат, из притеречного селения Кожкы, на чеченском языке Гожкы. Сведения о его происхождении мы получили из архивного, то есть документально имеется, из архивного дела под заголовком «Родословный список князей, уздений, старшин от 1834 года». Чтобы было понятно, здесь речь идет о зажиточных чеченцах, их называли уздениями, князьями и так далее и тому подобное. То есть тут речь не идет, что там были князья, были подневольные, не в этом плане. Сведения, родословный список князей уздений старшин 1834 года. Документ гласит: чеченского владения деревни Кожковский прапорщик Джамбек Аматов, детей не имеет, от роду лет 37, из фамилии Зандакуайской, то есть из Тейпа Зандакуай, сын чеченца Амата, который произошел от такого же Сарамурзы, фамилии той же, так, документы старые, Регавиа, там, фолиант 13, 454 и так далее. Я не буду вам документы зачитывать, тот, кто захочет, я вам покажу книгу, вы можете потом ознакомиться с этой книгой. Основанные на рубеже 18-19 рядом с крепостью Моздок, чеченское селение Кожаковское, Ожкое, Нохчимата, Ожкое, располагалось на месте нынешней станицы Терская, Моздокского района Республики Северная Осетия, Алания.
Здесь я прошу вас немножко, чтобы было понятно. Вот я вам сказал, что изначально мы будем сегодня рассказывать о территориях, которые остались за пределами и входят в состав РСО Алании на сегодняшний день, основателями которой исторически являются чеченцы. На чеченском языке Гошка, Оршюза, а так станица Терская она называется. Кто рядом с Моздоком или в Моздокском районе проживает, прекрасно знает, о каком селении говорится здесь. Располагались на месте нынешней станицы Терской Моздокского района Республики Северная Осетия. И Межюртовская, Межюрт, чеченское мужье, располагалась на месте нынешней станицы Октябрьская Моздокского района. Это следующее селение от селения Терского. Следующее идет, когда едешь в сторону Чечни, в сторону Ломазюрта, Элюрта. С левой стороны Октябрьское селение. Это тоже было основано чеченцами. Оно точно так же есть на карте. Межюрт называется, на русском языке описывается. Межие на чеченском языке тоже основано чеченцами из степа Зантквай, то есть основателями являются чеченцы Октябрьского Моздокского района РСО Северная Осетия Алания. Жили мирно и вели торговые отношения с русскими кабардинцами, осетинами и другими соседями. Селение Кожкой по преданию получило свое название от имени Нарта Гожок на чеченском. Согласно мифологии местных народов, обитающих в этих местах, селение Мужиюрта от озера Мюжам. Мюжам — озеро соленое. Будучи выходцем из селения Кожкой, чеченский уздень Джамбек Аматов тоже занимался торговлей. Стал зажиточным человеком, вскоре основал хутор под собственным именем Джамбекова, располагающийся неподалеку от озера Соленое, прямо на границе Малой Кабарды и Натеричного района Чечни. На карте 19 века этот хутор обозначен под названием Дом Джамбеки. Здесь просто есть карта на этой книге, кто захочет найти, вы можете посмотреть. Я его публиковал, кстати, этот документ у себя. Вот эта карта, вот здесь на этой карте старой вы можете найти все описание данного места, где оно находилось. То есть еще одно было основано Джамбеком Аматовым. Дальше, рядом с ним, Джамбеки, рядом с ним пещера Гожк-Урик, чеченская Гож-Ург, Гожкан-Ург, пещера, в которой, согласно легендам, в древности проживал Нарт Гожок на западной стороне нынешнего села Нагай-Мирза-Юрт, Братская, Натеричного района Чеченской Республики. В 20-е годы 1820 году Джамбек Аматов поступил на царскую службу, однако не состоял в действующей армии и принадлежал принадлежал азиатским владениям, еще не состоящим в прочной покорности правительству. В 1831 году главнокомандующий Кавказским корпусом, особенно я хочу, чтобы слушайте обязательно, здесь есть очень важные моменты по истории, чтобы вам знать в дальнейшем. Главнокомандующий Кавказским корпусом генерал-фельдмаршал князь Варшавский, граф Иван Федорович Паскевич представил список военнослужащих, которых 26 апреля 1831 года за отличие в двух экспедициях против горцев награждены чинами. Согласно этому списку, Джамбек Аматов был произведен в прапорщики в 1832 году. За отличие в делах против горцев он получил высочайшее благоволение. В 1833 году был награжден орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», а в 1836 году орденом Святого Станислава 4 степени. Все это документально зафиксировано. Джамбек Аматов получил также за прилежную службу жалование в размере 510 рублей. Получал 510 рублей в год, эргивигат и фолиант, там документы. Военную службу Джамбек Аматов совмещал с торговлей. Со своими приятелями по договору подряда он занимался поставкой дров и других товаров моздокскому коменданту фон Зандена. После смерти последнего на протяжении ряда лет
добивался выплаты оставшейся за покойным комендантом своего долга. В архивах сохранились прощения Джамбека Аматова по этому поводу. Его высокопроисходительству, начальству Кавказской области, господину генералу от кавалерии и кавалеру Емануэлю чеченского уздения Джамбека Аматова. Прощение прошу прошлого 1828 года, на какого месяца и число не упомянуто, подрядился я общий с чеченцами Батрасом Шамирзаевым доставить моздокскому коменданту, полковнику фон Зандену 14 сажень и Татрасом Шахмурзаевым 4 сажени, всего 18 сажень дров, с платой нам за каждую по 14 рублей. Ходячую монету и Крым были нами доставлены к нему. Сверх того, фон Зенден купил у меня для саней двое полозьев за 4 рубля, что составляло 256 рублей. Но денег они на дрова и полозы не получил, а когда же стал я от него требовать оные, то тот фон Занден объявил мне, что я получил оные с князя Качука Иналова Бековича Черкасского, как оные фон Зандену состоит якобы должным, от коего хотя и требовал я, но сей Бекович Черкасский отозвался, что он должен графу фон Зандену денег не платить, не согласен с коим я и не мог спорить, требовать оным. Короче, если грубо говоря, этот некий фон Занден, граф фон Занден, который управлял Моздоком, попросил, чтобы привезли дрова, заключил договор, они привезли дрова, привезли какие-то там для саней там запчасти, грубо говоря. И тот, вместо того, чтобы, когда попросили расплатиться, он начал говорить, что обратись к Беку Черкасскому, мол, Бек Черкасский мне должен денег, вот забери. Он обратился, тот говорит, я тебе ничего не должен, если я должен, ему должен, и он говорит, в этом прав. И, коротко, если сказать, он здесь очень много записывается о том, что он там обращался, несколько раз писал письма всем, чтобы эти деньги были возвращены. Это очень важный момент, чтобы было вам понятно, о чем речь идет. О чем я там дальше пишется. Фон Занден Бинович Бертольд, ибо он значился в книге записанными, что за дрова и прочее состоит мне должен фон Занден, о чем я заносил жалобу генерал-майору Эндергарду, и так далее. Здесь эти все документы, как говорится, записаны. Удовлетворять не согласился, объявил, что я и товарищи взыскали с князя Бека Черкасского, но как я с князем никакого дела не имел, прокую он фон Занден не был. Потому ваше высокопревосходительство просим выдать 256 рублей, имения и так далее и тому подобное. Узден Джамбек Аматов. Однако этот долг не был возвращен. Даже в 1838 году Джамбету Аматову пришлось продолжать переписку, докладные там, и так далее и тому подобное. Там переписывается очень много раз о том, что здесь показывается официальная печать этого Джамбета Аматова. И продолжая, здесь так, постоянно не состоялся на службу, употреблять по усердию своему к наиболее экспедициях. Я не имел возможности о сем доискать, хотя собственности и претерпел недостаток, но ныне вынужден нахожусь прибегнуть к вашему превосходительству и так далее и тому подобное. Письмо заверено крупной именной чернильной печатью с легендой, чернильной печатью с легендой. На кругу на русском языке написано Джамбек Хаматов, посередине на арабском языке Джамбек бин Хамад, 1245 год хиджри, что означает Джамбек сын Хамата, и дата изготовления 246, там, 1246, кажется. Если не потерять. Узден, ночешь, дюпа, транса, хилла, мабаси, узден. Нет, ты не понимаешь. А вообще что оно означает? Можешь мне просто... Поясняю тебе, что вообще те люди, которые сало уздение, вот мы до этого дойдем, у кумыков было сословие военное, зажиточное, чеченское сословие, именно чеченцев, они их называли узденями. То есть в их понятии зажиточный человек,
который имеет деньги, который имеет какую-то военную мощь, они называли уздениями. Кулаки, короче, да? Да, да, это не наше, само собой, слово, и они дали это вот. Все, вопрос снятый. Да, там могут векшвол стеген, а векштег эльче, векшевик хилтермалой, там здоровье каждого по-разному там. Да, да. Они просто-напросто сам дать. Сам Здесь очень важные моменты, почему я вам сейчас поясню. Сейчас здесь очень много документов, все эти документы, чем закончилась тяжба Джамбета, взыскание долга, неизвестно. Архивные документы решения этого вопроса в пользу истца нам пока не удалось выявить. Вдобавок к тому, в конце 1839 года земля, на которой находились селения, вот здесь уже самое важное, дошли до самого важного, чтобы было понятно, как перешли земли, которые были чеченские, селения перешли, уже стали осетинскими, точнее, ныне находятся. Зачитываем. Добавок к тому, в конце 1839 года земля, на которой находились селения Джамбекова, Ожг и Мужиюрт, была отмежована князю Беку Черкасскому. И последний уже 4 ноября 1839 году просил разрешения о выводе в другое место чеченцев аула прапорщика Джамбета Аматова. Итак, господа, речь идет, дорогие, так сказать, мои подписчики. Дело в том, что по предписанию царской России эти земли взяли, передали Беку Черкасскому, кабардинскому князю. И он просит уже людей из этих селений, чтобы эти земли были освобождены и переведены в другое место. Что же происходит дальше? Зачитываем. Это уже 1838-1839 года. Это первая половина 19 века. Однако это были всего лишь частные случаи несправедливости царского наместничества, с которым чеченскому офицеру довелось столкнуться на собственном примере, будучи живым свидетелем постоянных бесчинств, творимых генералами русской императорской армии на Кавказе. В 1839-1840 годах само российское командование жаловалось на жестокое обращение с чеченцами генерал-майора Александра Павловича Пулло, одесского грека по происхождению. Это тот самый Пулло, который мы часто зачитываем документы. В одном из документов пишется, когда Фези был переведен в Дагестан, вторую дивизию принял некий Крюков, Г. Крюков, левым флангом управлял полков Пулло, который сумел вполне подчинить себя недальновидного начальника. Этот хитрый и корыстолюбивый грек бессовестно грабил чеченцев обеими руками. Трудно описать то, что происходило тогда в Чечне. Крюков ничего не видел, а Велиминов был болен. То есть это непосредственно тоже другие генералы. Так продолжалось дело до 1837 года. В этом году Крюков, как человек богомольный, вздумал обратить чеченцев в христианскую веру. Пулло, видя в этом свои личные выгоды, все более и более убеждал Крюкова в превосходстве его системы. Наконец-то он подал Крюкову мысль, что если обезоружить мирных чеченцев, то тогда можно ручаться, что они разом примут христианскую веру. Крюков потребовал оружия. Некоторые аулы, хотя с ропотом, но повиновались. Другие же нет. Явился Пулло с отрядом, забрал скот, имущество. Наконец, у кого был целковый, тот еще имел надежду откупить детей, жен. Наконец, разлился общий ропот. Пулло убежал. Крюкова показать пример. Наконец, разлился общий ропот. Пулло убежал. Пулло убеждал Крюкова показать пример строгости. Далее в том же источнике сообщается, генерал-майор нашей службы Муса Хасай Кумыкский, владетельный князь, поскакал в Петербург и лично доложил там обо всем. Крюков и Пулло отданы под суд. Крюкова не застала конфирмация, он умер. Пулло свалил все на мертвого, оправдался и остался начальником левого фланга.
будущий военный министр Российской империи граф Дмитрий Александрович Милютин тоже писал в своих воспоминаниях, что Пула хитрый грек, опытный в Кавказской войне, но вовсе не знакомый со штабными делами и не славившийся добродетелями Катона. Критикуя методы колонизации Кавказа, применяемые царскими генералами, Милютин писал: отряды наши под предлогом наказания тех или иных других аулов за враждебное действие вторглись в доступные местности преимущественно в зимнее время, разоряли страну, рубили просеки в лесах и уходили без всякого положительного результата, оставляя за собой раздраженное, озлобленное население. Таково было и предпринятое генералом Пуло в зиму 1839 года и на 1840 года движение вдоль плоскости Чеченской. При этом забирались от аулов аманаты, ружья, комментарий Милютина. Отбиралось только по одному ружью с каждых 10 саклей. Могло ли это принести нам какую-нибудь пользу? Скот как будто бы для того, чтобы еще более ожесточить и без того враждебное нам население. Далее Милютин с заметной досадой констатирует: записка моя. В свое время имела общую судьбу всех подобных частных мнений и проектов относительно действующих наших на Кавказе, то есть осталась без практических последований. Последующие события на Кавказе не замедлили подтвердить высказанные мною опасения, но вместе с тем дали делам такой оборот, что в течение многих лет ничего было и помышлять о введении какой-либо рациональной системы в наших действиях. Только гораздо в позднейшее время самой силой вещей осуществились отчасти те основные мысли, которых я мечтал в 1840 году, но же при иных обстоятельствах и несравненно с большими средствами. Вскоре после моего выезда в Ставрополе в феврале и в марте, когда корпусной командир находился еще в Петербурге, произошла на Кавказе неожиданное и весьма прискорбное событие. На Черноморской береговой линии скопища горцев напали внезапно на наши укрепления, овладели 3 из них: фортом Лазаревым, только что возведенным в 1839 году, Вильяминовским, Михайловским, разрушили их и истребили гарнизоны. Затем овладели еще фортом Николаевским на сообщение береговой линии с Кубанью. В Закубанском крае утвердилась власть Магомед Амина, а на левом фланге Кавказской линии, последовавшей нашей кровопролитной экспедиции к Ахульга и зимнего движения генерала Пулла по Чечне для сбора податей, было не предполагающееся падение Шамиля, а напротив того усиление его общее восстание всех чеченцев, не исключая даже тех племен, которые давно уже считались мирными: карабулаков, галашевцев и других. Аулы нацунжинские, через которые еще так недавно проезжал я с небольшим конвоем из местных жителей, ушли со своих мест. Черкей, все селения салатавские открыто передались Шамилю. Опасность угрожала владением Шамхала, Кумыкской равнине и самой линии. Воспоминания фельдмаршала. Дальше здесь описывается. Генерал Ольшевский тоже свидетельствует о своих мемуарах: Чечня находилась в полном восстании. Только староюртовцы и брагунцы оставались нам верны. Все же прочие чеченские аулы, жившие между Тереком и Сунжием, ушли за эту последнюю реку. Огромные партии чеченцев тревожили не только кумыков и гарнизоны наших передовых укреплений, но и наши казачьи поселения на Тереке.
Это 1866 год. Чтобы было понятно, а здесь речь идет непосредственно уже перехода мирных чеченцев на теречных чеченцев, всех, кроме староюртовцев и брагунцев. Все остальные села переходят за Сунжу и вступают в ряды и на сторону имама Шамиля. Из-за чего здесь, впоследствии чего это происходило, вот эта грабительская политика Пулла и других генералов, пытались насильственно крестить. Тот занимался, помешан был на своем религиозном фанатизме, то есть для него вот мусульмане должны быть христианами, вот есть у них миссия такая, да, чтобы сделать всех чеченцев христианами. Вот. А воспользовавшись этим, Пулла, зная, что будут отказываться, будут противодействовать, само собой решил на этом подзаработать, и тот, кто не соглашается, уничтожать и забирать у них скот, оружие и так далее и тому подобное. Ну и кроме него остальные генералы тоже помышляли этим, и в конце концов, ближе уже через 2 года, с 1838 по 1840 года, мы знаем, что в 1839 году после падения Ахульго имам Шамиль был ранен и перешел в Чечню. В 1839-1040 годах в Чечне его провозгласили имамом Чечни и Дагестана. И здесь речь идет уже конкретно о том, что перешли все под знамя чеченцев, и даже мирные чеченцы, кроме вот этих 2 селений, тоже перешли, и это зафиксированный факт, который описывается у Альшевского. Читаем дальше. Генерал-адъютант граф Бенкендорф пишет в одном из своих донесений, да, кстати, здесь речь идет не только не забывайте, о части Малой Чечни идет и о карабулаках. То есть когда-то карабулаки даже, которые были лояльными на стороне царской России, перешли полностью на сторону имама Шамиля. Здесь речь идет о галашевцах, здесь речь идет об карабулаковцах, и те, и другие на тот период там проживали в основном Орстхой. Речь идет об орстхоевцах, которые приняли... Do čo nisi pārties, Ник? Просто... Башлам, Монсу, Сайхан. Башлам. Все, брат. Брат Мобила. Сам, да. Его шоу, его очень интересно и познавательно. Ты зачитываешь. Я один момент хотел бы скорректировать с тобой, спросить у тебя. Во-первых, Бухабу, ты косак Буху заховаешь. Еще халат би, что это был чего. Халат или будешь, они царкюк царчуш, царчу мацаваху. Все. Они все включены. Все, понял. Имам Шамиль, ночи чему, как тогда? Ну, да, конечно. Рене не хильца, ряды, Вез Мухаммад Волшев, Асамуля Лялуи, его воспитанник и так далее и тому подобное. И Дагестанер, ведь мой Дагестанер. Ишам Хайл, Шхиш, короче, весь этот сброд, на него охотились и на всех посолднахам, Кочбяхкам, Барыш, которые на истине. Ишт Халия, а вы ночи дуй, мы еще воевали в то время, когда говорят «Кавказская война», эта Кавказская война не распространялась в ближайшие 200-300 лет до появления имама Шамиля. Нохчи Барыш, черкесы, Нохчи, Лезгинши, вот кто воевал. Агара Талан современный духовый, Бяхмобилаш, историк Ватса, но Сандейс, что озвучит. И Дагестан был, что Меткюй Таганеш, Дина. Цигер, ведь единственное способ функционирования современной нальчики, черкесский, крича, нет, может, сега Юрий, Вухкарвар. Он знал, куда бежал. Сайхан, Адухваль. Да. Мы ты походу первый раз, может быть, у меня в эфире. Это все уже... Да, я поясню тебя. Это все прекрасно знаем. Как пришел с Ахульго, как оттуда
были перебиты все его сторонники. Он перешел вместе с Аль-Карахи, их всего лишь было 4 человека, раненые, со своим сыном. Они пришли, прибежали, ушли, скрылись в Чечне. Его лечили сначала в Биное, потом с Биноя в Шатое. После Шатоя Айса, кто был с ним? Айса Гендер-Гноевский, Бойсхар, все они в Урус-Мартане, как его выбрали. Сопротивление начиналось еще до даже первого дагестанского имама Гази Мухаммада и Гамзат Бека. Сопротивление в Чечне началось больше и раньше, когда началось в 1721, когда Петр I вместе с Апраксиным начали отвоевывать у Персии Дагестан, ныне Дагестан. Первое столкновение было там, считается официальным. Второе, что касается, что шли боевые действия. Да, я просто то, что ты говоришь, это уже все мы здесь рассказали, и поэтому то, что ты, первый раз Вяндер Хонхети, а так мы это все обсудили, рассказали, и сейчас уже... Эти все моменты мы знаем, как бы, и в принципе я с тобой не спорю. Просто мы его чуть раньше обсудили, ты сегодня первый раз у нас в эфире, Сундер Хетха, думал, что мы не обсуждали. А так то, что сюли, что вам да был были, вот вам бяш пуй, айлашун, ха-хашун, и все. Дальше. Надо нам наконец-то обратить внимание на губительную систему экспедиций, в которых мы напрасно теряем людей и деньги. И после этого, и после всего этого в отношении успокоению края находилось положение, в какой никогда не находилось. Достаточно указать, что после блистательной экспедиции 1839 года, в прошлом году, все мирное население между Сунжею и Териком, нынешнее оседло десятки лет в числе 5000 семей, восстали и ушли в горы. Тут речь идет уже все те, которые даже были мирными, ушли в горы Бахака. А между тем, генералом Пулла, командовавшим левым флангом Кавказской линии, последняя причина и виновник этой миграции, беспокойно себе командовал теперь бригадой на правом фланге. И это здесь все знают от мала до велика. Здесь это пишет генерал-адъютант граф Бенкендорф пишет. Военный министр Российской империи, генерал-адъютант граф Чернышов 1 мая 1840 года пишет: командующими войсками Кавказской линии в Черноморье генерал-адъютанту Граббе, по дошедшим до его императорского величества сведения, генерал-майор Пулла возбудил всеобщее между мирными аулами негодование насильственными мерами при сборе положенной из покоренных чеченцев подати, а еще более жестоко несправедливостью, которая часто по доносам неосновательно и пристрастным он разорил в виде наказания людей невинных и преданных правительству. Здесь уже описываются какие-то фолианты, документы, это идет перечисление, это зачитывать я не буду. То есть здесь идет речь о мирных чеченцах, которые проживали между Сунжею и Териком. Это колея, которая, чтобы вам было понятно, это все те селения, которые находились между Брагунами, между левобережьем Сунжского хребта, то есть левобережье Сунжи самой, этот левый берег, который доходил вплоть до крепости Моздок, и кусок Кюшуни, мирные чеченцы, которые проживали. Речь вообще идет о них. Несмотря, дальше зачитываем со психологически важные моменты, мы дойдем наконец-то до селений, которые основали чеченцы. Несмотря на такие явные обвинения от столь авторитетной части царского офицера генерал Павел Христофорович Грабби, тоже грабивший Чечню, здесь очень интересные моменты, я хочу, чтобы вы услышали. Грабби, тоже грабивший Чечню в те годы, пытался оправдать действия своего подельника Пулла, что, мол, известие сие, доведенные до сведения государя-императору, не совсем основательны. Все же в июне 1840 года Пулла был смещен с должности начальника левого фланга Кавказской линии. Однако эта мера уже не обратила чеченцев от всеобщего восстания. В 1840 году и провозглашение Шамиля имамом Чечни самым неожиданным для царского командования на Кавказе оказалось
массовый исход натеричных чеченцев из 15 мирных селений, располагающих вдоль реки Терек, на сторону восставших горцев. Кандидат исторических наук Зара Гилаев впервые выявила в архивных документах, что Джамбек – важнейшее лицо над теречными чеченцами и главный виновник их бегства. То есть здесь конкретно указывается о социально-экономическом и политическом развитии на теречной Чечни. Найденные документы указывают, что исход натеречных чеченцев является непосредственно возглавлял Джамбек Аматов. И дальше, здесь очень интересные моменты, хочу, чтобы вы услышали его. Особенно Зантпа, это вас касается. На решение царского офицера Джамбека Аматова возглавить восстание натеречных чеченцев повлияло сразу несколько факторов. Первый и самый главный – бесчинство генерала Пулла, Грабба и других в Чечне. Второй – отмежевание царской администрации князю Беку Черкасскому земли, на которых располагались чеченские селения в окрестностях Моздока. Причем деревня Джамбека Аматова была перерезана пограничной чертой надвое. Третье провозглашение Шамиля в начале марта 1840 года в Урус-Мартане имаму Чечни, и связанное с этим событием воинский порыв большинства чеченцев. Четвертое. Возможно, Джамбек еще таил обиду на царские власти за неоплаченную ему долг за поставку дров коменданту Моздока фон Зандену. Однако в мае 1840 года Джамбек Аматов еще состоял список офицеров и милиционеров, находившихся в составе отряда, действующего на левом фланге Кавказской линии. Кроме Джамбека известно еще несколько имен. И тут уже интересно, мы много раз печатали, рассказывали вам о натеречных найбах имама Шамиля, тех самых дерзких чеченцах, которые отогнали скот и оттуда всех чеченцев и вывезли оттуда и переселили в Малую Чечню и в горную часть Черной, называющейся на сегодняшнем предгорье Черные горы, в эту область переселили. Итак, знакомимся с этими представителями. Кроме Джамбека известно еще несколько имен предводителей натеречных чеченцев во время восстания 1840 года. Это легендарный абрек Хамзат из Верхнего Наура, Тейп Нашхо, Муца из Ачкихта, Тейп Аларо, Саид Мулла из Чант-Юрта, Тейп Энгноа. Об этом пишет Ипполитов, этнографические очерки Аргунского округа. Также упоминается в книге Далхана Хажаева «Русско-Кавказская война. Грозный 1998 год». Сотник Золотырев 27 июля 1840 года пишет из Наура рапорт на имя командующего войсками на Кавказской линии и черноморскому генерал-лейтенанту Граббе. По прибытии сиге числа вместе с рассветом к теречным деревням Нагай Мурзиной, Аматовым, Кожаковской, Эльдаровой, Биноевской, Соляной хищнические партии, жители он их, не сопротивляясь противу своих единоверцев, забрав имущество и придав огню большую часть жилищ, удалились в горы. Только успели переправиться на левый берег реки Терека владельцы князь Кагерман Алхазов, Мундар Эльдаров, и сейчас получили донесение начальника Калиновской станицы сотники Панкратова, что расположенная на Тереке Киевская деревня при рассвете бежала, хищника уже около незамечено. Итак, друзья, здесь идет о чем речь. Все селения, которые вы знаете, мы как слышали, да, что основаны некоторые селения были в
прогнаны уже с плоскостной территории. Во время реконкиста были прогнаны пророссийские, процарские князья, те же самые Турловы и остальные. Здесь упоминаются Алхазов, Мундар Эльдаров и так далее и тому подобное. Они, когда начали возмущаться и чеченцы уходить в горы, забирать все и сжигать, они сбежали на левый берег Терека и укрывались там, то есть лишились всего имущества. В основном все эти селения, которые мы называем, да, которые были перечислены, они забрали все свое имущество, все, что можно было, и все, что осталось, они сожгли. Осталось маленькое количество людей, как говорится, маленькое количество людей, которые непосредственно... Я читаю сборник документов. Здесь все из архивных документов состоит это. Поэтому книгу я покажу вам. Это архивный сборник архивных документов. Итак, дальше. Киевская деревня. На сегодняшний день это Киевская деревня, современное село Кенюрт, Гални Олцунах, Грозненского района Чеченской Республики. Населенный пункт был основан представителями чеченского тайпа Кей и первоначально назывался Кейн-Юрт. Киевская называлась она еще в первой половине 19 века. Я вам буду называть по одному каждому селению. Первый в списке стоит и Киевская, или Кен-Юрт стоит в этом списке. И основателями является тайп Кей еще в первой половине 19 века. Здесь непосредственно говорится, что и кенюртовские тоже ушли в гору. Дальше. Не было чему последовали и Имансуловская деревня. Имансуловская деревня следующая тоже. Имансуловская деревня, читаем дальше. Деревня Эмансули была основана кумыком Эмой на рубеже 18-19 века. Население было смешанное, кумыкское и чеченское. Эмансул-Орста. Есть небольшое маленькое селение. Сейчас, кажется, оно тоже сохранилось, но сейчас там кумыков вообще нету, а есть только чеченцы. Но основателем его является кумык. Вы знаете, что по Тереку были селения кумыков вверх, вплоть до Моздока. Часть Моздоки они переселились. Сегодня в основном проживают в Северной Осетии. В верхней части. В нижней части кумыки проживают у нас Виноградная и Брагуны, вот в этой области Гудермесе. Дальше. Эмансуловское село я вас ознакомил. Среди перечня восставших населенных пунктов нетрудно угадать, что деревня Аматова и есть то селение, которое было заложено на границе Малой Кабарды и нартеричной Чечни Джамбеком Аматовым. А деревня Соляная, перевод на русский язык чеченского названия Мужьюрт, Мужье, и деревня Мужьюртба. Из рапорта от 2 июля 1840 года обер-квартмейстера войск Кавказской линии, полковника Нордстама, командующего войсками на Кавказской линии, и генералом Черноморья, генерал-адъютанту Павлу Христофоровичу Грабба, видим, что была открыта переписка Муллы Джамбекова с аула аула с Шамилем, о котором пристав Малой Кабарды майор Анастасьев доносил генералу Аполлону Васильевичу Голофееву, но принимать меры не смог. Для подстрекательства натеричных чеченцев к восстанию в ночь 26-27 июня 1840 года в Притериче прибыло войско имама Шамиля в количестве 3-4 тысяч конных и пеших под предводительством авторитетных наибов Ахверды Магомат, Ташу Хаджи и Шуайб Мулла Центроевский. Ташу Хаджи Сеснер, Ташу Хаджи Вянасиги, Шуайб Мулла Центроевский, Шуайб Мулла Вянасиги, Ахверды Магомат, Шурхца, Эрмлова, Шуайб Бусубдин Теец, имам Шамиль управлял Малой Чечней и Захалатига. И количество 4 тысяч наиб Шбал, Ушабяхкина Уштиги. Конных и пеших под предводительством. На Терском хребте горцы оставили пеший резерв из 1000 человек. Остальные двинулись дальше до горы Балша, холм Белшин-Барз, в звене Терского хребта к югу от селения
Нагай Мирза-Юрт, то есть сегодняшняя Ломазюрт. Там разделились ночью с 26 на 27 июня на две партии. С одной Шуайб Мулла пошел в нижние деревни, то есть в селение натеричных чеченцев, вниз по течению Терека, в сторону Нижнего Наура, Лахнойри Богдуи. С другой Ахверды Магома отправился в верхние деревни, в сторону крепости Моздок. Полковник Нордстам в рапорте к генералу Грабу пишет: движение их было сделано так скрыто, что никто об этом не знал. 27 числа в 7 часов утра князь Бекович получил известие, что хищники напали на Кожаковское, или Кожаковское, я не знаю, как правильно здесь, честно сказать, Кожаковское, и межюртовские аулы. Почти все подвластные его были в поле на работе. Он успел собрать только 60 человек, с коими вместе с майором Анастасьевым поскакал в Кожаки, где к нему присоединились многие из жителей этой деревни. Оттуда он пустился в погоню за уходящими мятежниками-беглецами. Вскоре догнал их и успел отбить 150 араб и много семейств. Но когда мятежники увидели, что их преследует горсть людей, они остановились, собрались и атаковали князя Бековича, который должен был отступить и занять небольшой лес. Здесь он перестреливался с неприятелем, который потерял 2 человек убитыми, и, видя, что трудно атаковать князя Бековича, и что между тем время уходит, оставили его и удалились. Мне очень, конечно, интересно описание. Я-то все, конечно, понимаю, но каким образом, даже если разделились там на 2 части, пускай их будет 2000 человек, Бек Черкасский сдерживал 2000 человек с горсточку людей, которых было 50-100, ну, какие-то, честно сказать, реально можно снять голливудский фильм. Вот реально. И плюс еще к тому же эти, говорят, потеряли 2 человека, а здесь ничего не потеряли. Отбили 150 арб с людьми, а 150 арб с людьми, когда их самих было 80 человек, интересно, это, конечно, сильное. Ну да ладно, оставим это на усмотрение тех, кто записывал. Перестрелка восставших с князем Бековичем-Черкасским окончилась 27 июня 1840 года после обеда в 3 часа. Ахверды Магома, Ташу Хаджи, Шуайб Мулла с беглыми натеричными чеченцами шли всю ночь этого дня и с утра до обеда 28 июля 1840 года переправились через Сунжу и аулы Самашки, направляющиеся из станиц Галюгаевской в Наурскую крепость Грозную через Мамакай-Юрт, 37-й, 39-й казачьи полки под командованием полковника князя Белосерского наткнулись на отдельную небольшую группу беглых чеченцев из нижних натеричных деревень, которые возвращались за своим имуществом на арбах. С 300 казаками полковник Белосерский у Сунжинского хребта окружил этих чеченцев и взял в плен. Практически все претеричье в эти дни опустело. Согласно документам, с князем Мударом и Турловым, вот здесь очень важный момент, с князем Мударом Турловым оставалось несколько только семей, а у Кагермана Алхазова нет ни одной семьи. То есть это те самые знаменитые князья, которые нам пытаются Сюли и Гунки указать, что они владели всей Чечней. Здесь пришли 3 человека, забрали всех людей, сожгли все селения, в которых проживали они, ушли, и осталось у одного несколько семей, у Турловых, которые считали самыми авторитетными, а у Кигермана Алхасова вообще ни одного человека не осталось. Это официальный документ России, там фолиант 13454 и так далее и тому подобное. Тоже вы можете найти здесь документ. Начальник центра генерал-майор Перятинский доносит, что Кожаковская деревня вся бежала с непокорным в Чечню. Ошка, Ошел, Юрта, это не нынешняя Терская, которая в Моздокском районе, оттуда все селение, все ушли в Чечню. То есть перешли Сунжинский хребет. Итак, дальше.
часть жителей Кожаковской и Межуртовской деревень в количестве 37 и 120 жителей были остановлены и возвращены. То есть они ушли все, и те, которых нагнали, были возвращены 30 семей бах. А 10 семей остались добровольно, последние были вознаграждены 556 отбитыми у восставших баранами. Кроме того, 4 человека из них были дополнительно награждены: поручик Чиполов, Бомбатов, денежной суммой в размере 100 рублей. Но это само видно, что это не чеченские фамилии, серебром. Астемир Бомбатов, Хастемир Бабатов, Мулла Мутуков по 50 рублей. Здесь это описывает канцелярия по управлению мирными горцами Чечен, следующие доклады и так далее. Бегство натеричных чеченцев к возмутителю Шамилю, так называется глава. В начале 1840 года быстро распространившееся возмущение в Малой и Большой Чечне, смелые набеги мятежников призвали сильные влияния на умы натеричных чеченцев и даже на соседних к ним кабардинцев. Многие чеченцы в последнее время были в сношениях и переговорах с мятежниками, иными от того, что недовольны были нашими правительством, каковых было и будет много. Другие из расчета спасти себя, семейство свои от грабежа и большая часть от легкомыслия без всякой причины и цели. В июне месяца 1840 года натеричные чеченцы деревню Старого Наура и Нового Наура, Эмансуловской, Мундарова, Баян юрта, Кигерман юрта, Нагай Мирза юрт, Межи юрт, Ожк юрт, Калауз, Мамака юрт и Гунышки бежали, забрав свое имущество и истребив частью огнем свои жилища. Из жителей означенных деревень только незначительная часть осталась нам преданными. Ведомость об них при всем прилагается. Давайте перечислим теперь, чтобы было понятно. Я перечислил вам где-то 7 селений, и кто владельцы натеричных деревень, права их на землю и настоящее их положение. Так называется глава. Зачитываю. При побеге натеричных деревень, владевший ими капитан-князь Мундар Эльдаров, штабс-капитан Кагерман. Мундар-юрт называется... Зачитываю, чтобы особенно важно, чтобы знали. Мундар-юрт называется еще как Чолг-юрт, Эльдарова называют. Ныне селение Знаменское, административный центр натеричного района Чеченской Республики. Основан чеченцем, всем, кому интересно, Чолг-юрт кем основан? Основан чеченцем Чуликом Сайкаевым. Чулик Сайкаев был в 1808 году. Основано чеченцем, селение Знаменское, Чолг-юрт. Второе. Бено-юрт, натеричного района Чеченской Республики. Основан чеченцем Дадай Махаевым из Тейпа Беной. Беной в начале 19 века. Эль-юрт называется по имени владельца князя Али Алхазова, его сына князя Кигермана по-разному. Алхазова, Эль-юрт, Кигерман-юрт, ныне село Гвардейское натеричного района Чеченской Республики. Нагай Мирза юрт назван в честь основателя чеченца Нагай Мирза из Тейпа Чермой, ныне село Братское натеричного района Чеченской Республики. Межи-юрт, Межиртовская, чеченское Мужье. После восстания чеченцев и переселения их в горы, на месте этого селения основана казачья станица, ныне станица Октябрьская, Моздокского района Республики Северного Осетия, Алания. После того, как они ушли оттуда в горы, присоединились к чеченцам, к чеченским наибам, это селение передали казакам, и ныне оно называется Октябрьское, оно является частью непосредственно Моздокского района. Но основателями его, само собой, являются чеченцы. Гожики, Кожаковская, чеченский Гожка. После восстания чеченцев и переселения их в горы, на место этого селения основана казачья станица, ныне станица Терская, Моздокского района Республика Северная Осетия, Алания. Вот, следующее селение. Калауз. Называется еще Банкин-юрт. Ныне село Калауз натеричного района Чеченской Республики. Основано тоже чеченцем. Мамака-юрт. Чеченский Мамкин-юрт. Основан в начале 19 века чеченцем Мамакаем Сантуровым из Тейпа Чертуай.
После восстания чеченцев и переселения их в горы, освободишь. Походу трафик закончился, да? Освободил. Heinz معنا jetzt echt paratir. Das soll jetzt 10 Minuten. Завершить. Сейчас. Ибраим, я не знаю, посмотри. Вроде бы халеттан ацун сунхамса хэшуяцасу, но я включил. Если слышно, понятно. Если слышно, дайте знать в Телеграме. Итак, Мамка-Юрт основана чеченцем Мамакаем Сантуровым из Тейпа Чертвай Шайленю Юрт. После восстания чеченцев и переселения их в горы на месте этого селения основана казачья станица Васильев хутор, ныне станица Первомайская и Грозненского района Чеченской Республики. Гоншке, Нохчемата, Гоншка, ныне село Побединское Грозненского района Чеченской Республики, тоже основано чеченцами. Вот 12 селений, которые перечислены были, указаны в этом документе. Дальше. Алхазов, поручик князь Кучук и прапорщик князь Айдамир Турловы, оставаясь верными правительству и пренебрегая потерю всего своего имущества, бежали на левый берег Терека и укрылись в казачьих станицах. Что и стоило доказать. Много раз рассказывали, говорили, что никакие так называемые князья, беки, мурзы не имели как таковой никакой власти. Стоило чеченцам чуть-чуть прийти с отрядами, спуститься с гор, как со всем уважением исторически, я даже не знаю, как они здесь описываются российскими руководством, имеется в виду царским руководством, описывается, что они сбежали и спрятались. Кроме одного бека Черкасского, остальные сбежались за Терек и спрятались там. Здесь Айдамир Турловы оставались верными правительству и, пренебрегая потерю всего своего имущества, бежали на левый берег Терека и укрылись в казачьих станицах. Земли, лежавшие по Тереку более 40 лет тому назад, главным на Кавказе начальством отданы были во владение предкам вышеуказанных лиц с условием водворить там аулы и отвечать за проход на левый берег Терека каждой хищнической партии. То есть здесь говорится в этом документе, что эти земли были им даны, чтобы они оберегали, чтобы чеченцы не переходили на левый берег Терека, чтобы не нападали на них, неким преградой между Моздоком и остальными сунжскими чеченцами, которые с гор спускали, переходили Терек, нападали, забирали скот, убивали терских казаков и так далее. Чтобы этого не было, лояльных себе вот этих князей, Турловых, Алхазовых или как там еще, Айдамировых, их они посадили еще 40 лет тому назад, это получается в 1800 году, если речь идет о 1840 году. Еще получается в начале 19 века они получили эти земли в пользование только потому, чтобы они оберегали вот эти правобережья
Терека, правую часть Терека, чтобы чеченцы не нападали. Здесь четко указывается в этом документах. Мы с вами ранее в эфирах говорили, что мало того, что они не имеют никакой власти и никакой силы, а тут еще оказывается их неким защитой. Только для этого были выданы чеченские земли, правобережные земли Терека. Дальше, хищника палец. С этой целью владельцы привлекли к себе кумыков, кумык и чеченцев, наделяли их местами, поселениями и новые поселенцы. Вознаграждение за право селиться на отведенной их земле производили у владельцев все сельские работы, платили им ясак, часть известную во всех своих произведений, вооружались по их приказанию для преследования партии и исполнению беспрекословно все их требования. Впоследствии, когда население правом берегу Терека начинало увеличиваться, между владельцами возникали споры на поземельное право. Тогда по распоряжению начальства назначенные чиновники, каждому из них была указана граница отданной во владение земли, и они продолжали увеличивать население в своих аулах, добровольно переселившихся туда, так что у некоторых из владельцев образовалась значительные деревни, которые некоторым образовались в случае из этих. То есть говорится, речь идет о чем? Часть людей, которые переселялась на плоскостную территорию, на плодородные земли, на теречные земли, с гор спускались вниз, они дополняли, проходили к чеченцам остальным, которые там, и они увеличивали эти селения, увеличивались и становились сильнее. Вот. И плюс ко всему, после этого там было заключено соглашение, если вы селитесь, то обязательно, когда мы будем выступать против кого-либо, там, допустим, против имама Шамиля, вы должны вооружиться и нападать вместе с нами. Но на деле мы увидели, что в 1840 году, когда пришел Шуайб Мулла Центуроевский, Ташу Хаджи Саисанский, Ахверды Магома, никто не стал ни воевать, ничего делать, они взяли все свое имущество, своих детей, все свой скот, ушли обратно в горы, и мало того, сожгли все, что осталось от них. В основе своем большинство, все ушли из этих 12 сел, которые указываются. 12-13 сел. Ну, здесь, по крайней мере, это прослеживается на документах. Итак, дальше. Осталось не так много, так что, друзья, я вас долго мучить не буду. Но это интересно, как вы видите. Важно, значимо. Мы здесь определяем и статус этих же князей, как они, чем они занимались, и в конце концов, какая власть была у этих людей. А у них не было никакой власти, как многие наши соседи силой и гонки пытаются нам навязать и рассказать, что они там чуть ли не правили. Нет, те же самые кумыки были точно так же подневольными в этих селениях, здесь указывается, как и остальные чеченцы. Потому что в вопросе непосредственно административного управления на их места назначались вот эти князья, которые занимались посредничеством между царской Россией и остальным населением. Итак, дальше. Бегство, а с ним и власть на теречных владельцев с увеличением народонаселения, устранением деревенских возрастов более и более перед возмущенными на теречных деревень, все из них, живя по их понятию совершенно изобилие, имели значительное состояние большей частью из движимости. С побегом на теречных чеченцев владельцы лишились всех. Здесь вот идет дальше констатация фактов, что я вам говорил. С побегом на теречных чеченцев владельцы лишились всей движимости и сами со своими семьями едва спаслись бегством. У штабс-капитана Кагермана Алхасова взято неприятелем в плен 2 детей. Даже взяли в плен еще некоторых. В настоящее время означенные владельцы натеречных деревень находятся в самом бедном положении и живут в казачьих станицах на квартирах по отводу. Вот и что и стоило показать и доказать, уважаемые мои подписчики. Вот вы видите, какая участь была у этих князей, что они делали. То есть они бежали, они спрятались среди терских казаков, и они были самые, вот здесь указывается, деревень находятся в самом бедном положении и живут в казачьих станицах на квартирах по отводу. О каких таких князьях, нуцалах,
этих мурзах, которые якобы правили всей Чечней, вы рассказываете, которая горстка чеченцев, натеричных чеченцев, когда восстали, они сбежали и спрятались за териком в казачьих станицах. Это все написано чисто только по документам, архивные документы, фолианты, номера, все есть в этих архивном вестнике. Итак, дальше. Сделаем местным начальством распоряжение после побега натеричных чеченцев. По поручению донесения о побеге натеричных чеченцев, оставшиеся у них на корне хлеб, разрешено было линейным казакам, прилегающим поселениям, собрать в свою пользу. Оставшиеся все земли, все, что остался, хлеб, посевы, все забрать, все конфисковать, раздать остальным. Вот что было написано. Сверх всего, отбитых подполковником князем Беком Черкасским при преследовании бежавших жителей деревень Межиртовский и Кожуковский 800 баранов приказано было раздать в виде вознаграждения тем жителям означенных 2 деревень, кое остались нам преданными, и при занятии неприятелям деревни защищались в своих домах. Ровно так же в пользу велено было отдать весь оставшийся корни хлеб и так далее. Тому. Распоряжение это корпусной командир 23 июля 1840 года, номер 818, утвердил. В начале августа месяца того же года начальник левого фланга кавказский генерал-майор Альшевский доносил, что по сведениям, полученным через лазутчиков, большая часть бежавших натеричных чеченцев имеет намерение возвратиться, и что несколько человек приходило уже к нему просить покорности, а потому просило по этому предмету разрешения, объясняя, что натеричные земли принадлежали им, которые лишились всего своего достоинства, остались нам верными, которых было бы несправедливо лишать. То есть князья, которые ушли, они говорят, что они принадлежали им, хотят вернуться, и некоторые люди хотят вернуться в эти селения. Так утверждается в этих документах. Как этих земель, так и возможности возвратить бежавших своих подвластных. Сверх всего генерал-майор Альшевский объяснил, что причиной бегства означенных деревень было только большей частью муллы, и небольшое число злонамеренных людей, большей частью бедного состояния, коим нечего было терять, остальные же были вынуждены к побегу силою оружия. То есть здесь начинается оправдание, почему они сбежали. Опять же, реальная причина того, что генерал Пулла и остальные, и Грабы занимались несправедливым распределением, воровали, забирали, брали аманатов, и если некого было откупаться, забирали жен. Вот этот весь беспредел, который они творили, здесь не упоминается. То есть это не проблема. Они говорят, то, что они сбежали, натеричные чеченцы, это проблема только в том, что они были бедные, им нечего было терять. На самом деле, конечно же, нет. И никакой силы там их никто насильно не возвращал. Частично, конечно же, после этого вернулись небольшие части. Но, опять же, насколько это достоверно, указывать здесь данных нету. Дальше читаем. Чеченцы натеричные, пользуясь древней. Так, начальник левого Альшевский, давних лет всему удобственно доставляемое им покойною жизнью и плодородными местами, сделались зажиточными и жили довольности. Это сделало то, что богатые люди стали отвыкать от обращения с оружием, и, как уверяют меня теричные князья, у многих не было оружия, а у других оно находилось в самом неисправном состоянии. То есть, о чем здесь говорится, уважаемые друзья? Мы с вами еще года 2-3 тому назад говорили, зачем были розданы эти большие, огромные территории земельных наделов чеченцам, которые проживают на теричном районе на данный период, потому что в горной части, вы знаете, даже маленький кусочек земли, порой за него бились несколько поколений и проливалась кровь из-за малоземелья, плодородного малоземелья. Вы знаете, как каждый кусок охраняется и бережется. Ва алейкум ассалам.
А здесь указывается четко, что выделены были огромные наделы земли, чтобы они отвыкли от войны. Они хотели воевать, чтобы они были богаты, чтобы их привязать к этой земле. Сами князья утверждают, что даже у кого было оружие, оно было неисправно, что они не воюют и они не хотят воевать, и тем самым становятся мирными чеченцами. Потому что после этого, когда тебе есть что терять, когда ты там получаешь различные чины, получаешь различные звания, тебе неохота не воевать, да и за кого воевать, за какие идеи, принципы патриотизма и так далее и тому подобное. Здесь это четко указывается, хотя, честно сказать, ладно, я не буду проводить параллели, алейкум салам, параллели, но здесь уже точно так же все в документах указывается, что они, те, которые жили на плоскостной территории, из-за этого стали мягкими, не воевали, и неохота было воевать, и у них всякого рода отбили желание на это. Одни только, здесь написано дальше, не было оружия, а других оно находилось в самом неисправном состоянии. Одни только мошенники, не имевшие никакого почти хозяйства, занимались своим оружием. Это-то люди, суть главные виновники побега всех жителей. Им нечего было терять, и поэтому они надеялись при возмущении поправить свое состояние. Муллы, непримиримые наши враги, соединялись с ними, заблаговременно условились с Шамилем последовать за ним и при его появлении. Хотя известно было, что Шамиль имеет намерение напасть на теречные деревни, но многие благонамеренные жители не знали о сношениях изменников с Шамилем. Они знали об этом, когда появился Шамиль. Тогда мошенники взяли его сторону и оружием грозили остальным жителям. Эти несчастные жители спасти свои семьи не смогли противоречить им и невольно последовали за возмутителями. Шамиль, не доверяя теречным жителям, не дозволял им селиться в одном селе и приказал разойтись по всей чеченской деревням. Несмотря на это, почти все жители натеречных деревень живут в лесах, и все их имущество уложено на арбы. Название восставших селений натеречных чеченцев следующее: Кожики, Межиюрт, Джамбекова, Нагая Мирза, Ганжукова. Нижний Наур, Ачкахита, ныне Зеберюрт, Кенюрт, Чантюрт, ныне Терская. К ним примкнули еще два селения за Терским хребтом, относящиеся к Надсунжинским, Мамакай-юрт и Гоншки. Еще раз повторюсь, название восставших селений натеречных чеченцев следующие: Кожка-юрт, то есть ныне Терская, Мужи-юрт, Октябрьская, Джамбекова, предгорный Елметкил, Нагай-Мирза-юрт, это Ломаз-юрт, Нагай-Мирза-юрт, Ганужева, Алхазурова, Алхазова, Бяхмабилаш, Бено-юрт, Калаус, Мундар-юрт, это Знаменская, Эмансули, Верхний Наур, Нижний Наур, Чахкиты, ныне Зебер-юрт, Кен-юрт, Чант-юрт. К ним примкнули уже Мамакай-юрт и Гоншки. По поручению начальства чеченский пристав сотник Баскаков прибыл в станицу Ишорскую и при помощи подвластных капитана князя Мундара Эльдарова и других чеченцев получил сведения о восставших натеречных чеченцев. На основе этих материалов он 17 августа 1840 года составил списки, согласно которым во время мятежа при Теречи остались верными русскому правительству в деревне Нагай-Мурзиной 3 семейства. В целом селении остались 3 семьи. Капитан князя Мундара Эльдарова, это Чолгюрт, 19 семейств. Поручики князя Кучука Турлова, Лакнойри, осталось 15 семей. Кенюрти осталось 24 семьи. Мамакай-юрти осталось 12 семей. Гонушка осталось 13 семей. Все эти люди перебрались в старый юрт и на левый берег Терека,
берег реки Терек, близ казачьих станиц. Сотник Баскаков 17 августа 1840 года составил также список чиновников, людей, которые имели знаки отличия или медали при возмущении передались на сторону неприятеля. Вот здесь самое главное. Сотник Баскаков 17 августа составил также список чиновникам и людям, которые имели знаки отличия или медали, а при возмущении перешли на сторону неприятеля. Согласно этому документу, прапорщик Джамбек Аматов имел орден 4 степени Святой Анны и знак отличия Святого Георгия, и жалование получал по 510 рублей в год. Юнкер Тепсурка Байсултанов жалование получал по 2 рубля 50 копеек серебром в год. Ибо имеют медали Митрий Ганжуев, золотая, Урус Джанчуриев, серебряная, Тамбулат, фамилия Биноевский, золотая, оставшаяся до смерти Магомата у сына его Инала, золотая, имеется в виду золотые награждения. Согласно обнаруженной нами архивными документами, помимо Джамбека Аматова, мы нашли еще несколько руководителей восставших на теречных чеченцев из разных населенных пунктов Притеречья. Среди перечисленных Баскаковым списком офицеров, перешедших на сторону восставших на теречных чеченцев, юнкер Тепсурка Байсултанов родился в 1806 году в семье Байсултанова Бибулата из деревни Алхазовой, Айлюрт, принадлежал к тейпу Бильтой. Дмитрий, в скобках Дмитрий написали, Ганжуев родился в 1798 году в селении Ганужева, сын Ганжу Саитова из тейпа Анастой. Урус Чанчури родился в 1799 году у представителей тейпа Энгной. Чанчури Байсултанов из селения Эльдарова, Мундарюрт, Чоргюрт, Юшуны. Таубулат Биноевский Байсуев родился в 1797 году в доме жителя селения Беноюрт Бойсу Кадиева из тейпа Беной. Инал Магомадов из деревни Мусина, Нижний Наур, родился в 1808 году в семье Магомата Анзорова, сына Анзора Салгурбекова из тейпа Нижлай. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что Дмитрий Ганжуев находился в плену у мятежников. Из документов 30 сентября 1840 года. Читаем. Там Ганжуев угнано мятежниками Рогатовска, да, 60, там 8 рублей, когда здесь перечислять, что у него угнано. Линии в 1807 году последние 5 лет безотлучно нес эту обязанность при генерал-майоре Пула. Участвовал во всех как с ним, так и прежде бывших экспедициях против враждующих горцев. Был вожаком и много других оказывал полезных услуг правительству, чем обращал на себя особое внимание у начальства. Внимание начальства должно быть. У брата Исаула Корчаги Ганжуева Дмитрий Ганжуев, находившийся в плену, угнано мятежниками, там столько-то, прописано уже из фамилии, участвовал во всех экспедициях, преданиях в плену, томится теперь в плену в Железках, перечисляет. Возможно, Исаул Корчаги, чеченцы Хачархан Ганжуев, своим связям хотел таким образом легализовать родного брата Дмитрия Ганжуева, а может и действительно взяли в плен. То есть они даже здесь они говорят, что пытаются отмазать его, что он якобы попал в плен и хотел его вернуть. Брат говорит, возможно это так, говорит, возможно нет. Это точно так же описывает сами, даже канцелярия царской России не верит ему. Дальше. Повстанцы бежали на юг возле аула Самашки, переправились на правый берег Сунжи, рассеялись в лесах Малой Чечни. Дальше. Натеречные чеченцы 11 июля 1840 года под руководством Джамбека Хаматова, Абрека Хамзата Нашхоевска, Муцы Алироевского, Саида Энгиноевского и другие участвовали в кровопролитной битве на реке Валерик. То есть мы узнаем еще один важный момент.
во время Валерийского сражения участвовали многие натеричные чеченцы и те, кто возглавлял непосредственно их в этой битве. Точно так же и Хамзат Нашхоевский, и Джамбек Аматов, и Муца Алироевский, и Саид Энгиноевский, все они участвовали в Валерийском сражении. Это тоже очень важно, новая информация, что именно в Валерийском сражении участвовали огромное количество представителей непосредственно натеричных чеченцев. Участвовали в кровопролитной битве для наказания, участвовали в кровопролитной битве на реке Валерик против выступавших для наказания их за бегство русского войска во главе с генерал-лейтенантом Аполлоном Васильевичем Голофеевым. Общее командование чеченцами в этом сражении принял на себя наиб Малой Чечни Ахверды Магома. Эта битва воспета в стихотворении «Валерик», участвующий в ней в составе российских войск великим русским поэтом Лермонтовым. По итогам сражения, несмотря на большие потери, Голофееву не удалось выполнить поставленные перед собой цели. По мнению разных источников, битва на реке Валерик была проиграна русскими войсками. Ну, здесь уже переписывается русско-кавказская война, кто написал. Весть об отважном бунтаре из натеричной Чечни дошла аж до самого императора Николая I Павловича. Запрос на имя графа Петра Андреевича Клейн-Михеля от 20 июля 1840 года гласит: «Государь-император, усмотрев из донесений командующего войсками на Кавказской линии, что при преследовании 27 минувшего июня через верхние натеричные деревни партии мятежников-горцев под предводительством Ахверды Магома присоединился к ним и изменивший нам прапорщик Джамбек Аматов, который после того с 500 вооруженных жителей участвовал в разграблении деревень. Высочайший повелитель соизволит представить его величеству справку о происхождении его с означением оной, где он воспитывался и не состоял ли на службе в Санкт-Петербурге». В ответ на этот вопрос запрос канцелярии Департамента инспекторского 22 июля 1840 года представил следующее справку. В 1831 году главнокомандующий Кавказским корпусом генерал-фельдмаршал князь Варшавский представил список чинам и разного звания азиатцам, которые 26 числа апреля за отличие в 2 экспедициях против чеченцев награждены им чинами. Ходатайствовал об утверждении таковых наград. В списке этом удостоверенного высочайшего утверждения был, между прочим, помещен и Джамбек Аматов, награжден чином прапорщика. Он за отличие в делах против горцев получил в 1832 году высочайшее благоволение, в 1833 году орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». В 1836 году орден Святого Станислава 4 степени. Из отзыва начальству Кавказского корпуса от 11 мая 1837 года видно, что Джамбек Аматов в действительной нашей службе не находился, а принадлежал азиатским владениям, еще не состоявшим в прочной покорности правительству. То есть он был награжден, но он не был в подчинении у царской России. Так они утверждают. По крайней мере, здесь в этих документах. Джамбек Аматов руководил повстанцами отрядом чуть больше года. С 27 июля 1840 года по 6 августа 1841 года. Знаток местности, он был инициатором и участником набегов войск имамата под руководством Ахверды Магомы. 11 октября 1840 года на Моздок и станицу Луковская, в ходе которого была взята в плен армянка Анна Улуханова, будущая жена имама Шамиля. Джамбек и его земляк Абрек Хамзат не раз еще совершали совместные диверсии на Терскую линию. В последнем Ипполитов в своей работе пишет: Хамзат был Абрек из
натеричных аулов. В первые годы имамата он бежал в горы и, предводительствуя небольшими наездничьими шайками, постоянно тревожил нашу терскую линию. Знание местности и беззаветная храбрость этого абрека способствовала тому, что большая часть случаев все наезды его были весьма удачны. Сборник сведений кавказских горцев, Тифлис и так далее. Факт о гибели Джамбека Аматова приводится в журнале военных действий чеченского отряда за 1841 год. Командующий войсками Кавказской линии генерал-адъютант Граба 1 июля 1840 года решил построить укрепление при чеченском ауле Заканюрт, расположенном на левом берегу реки Сунжи. Для этого он приказал своим солдатам проложить мост над рекой и, перейдя на правый берег Сунжи, вырубить лес для строительства крепости. Работы эти сопровождались периодическими стычками с чеченскими повстанцами, протестовавшими как против рубки векового леса на их земле, так и, собственно, против возведения русского укрепления в сердце Чечни. В журнале военных действий, приложенный к рапорту номер 246, 6 августа 1841 года на имя военного министра генерал-адъютанта Чернышева Граба доносит: 3 августа для рубки дров и турлука, а также для перевозки оставшегося еще на правом берегу Сунжи леса и уничтожения аула Миси-Ирби, 4-й батальон пехоты, 6 легких, 2 горных орудия и 50 казаков переправлены на ту сторону. 2 батальона заняли курганы и опушку леса. За Мити-Ирзу 1 батальон Миси-Ирзу, 4-й же батальон остался в резерве. При движении сопротивления никакого не встречало. Когда же начали работы, то чеченцы, собравшись из соседних деревень, начали перестрелку и, бросившись на нашу цель, но нападения эти продолжались недолго. Разобрав все строения в ауле, привезя оставшиеся в лес к берегу Сунжи, войска начали отступать и не быв почти преследуемы, возвратились на свою сторону. К вечеру узнаю, что в перестрелке нынешнего дня ранен Джамбек. С нашей же стороны ранены 3 нижних чинов. 12 августа, приложенного к рапорту номер 250 августа, на имя того же Чернышева Грава пишет: 6 августа получено известие, что Джамбек, важнейшее лицо между натеричными чеченцами и главный виновник их бегства в прошлом году, умер от раны, полученной 3 числа при перестрелке в Мити-Ирзу. Ахверды Магома опасно болен, и начальником Малой Чечни назначен вместо его Ташу Хаджи. Так в вихре огня и крови завершился короткий и героический путь Джамбета Аматова, предводителя восставших натеричных чеченцев. Это был лидер вплоть от плоти своего народа, его гневом и его отчаянием. Он возглавил движение, рожденное не только из религиозного пыла мюридизма, но также глубинного векового стремления положить конец бесконечным черед царских карательных экспедиций, возведения укреплений, отрезавших натеричных чеченцев от своего народа. Когда царская администрация пытались сковать мирные чеченские аулы железными тисками крепостей и казачьих станиц, именно Джамбек оказался тем клинком, что вырвался из ножен, чтобы рассечь эти оковы. Молниеносные выступления натеричных чеченцев под его предводительством доказало, что даже против самой совершенной военной машины сплоченность народа может быть страшным оружием. Однако судьба Джамбека Аматова – это классическая трагедия мятежника. Столкнувшись с выстроенной столетиями неумолимой мощью империи, отряды повстанцев не могли устоять. Хотя Джамбек погиб на этой войне, но он заслужил свое место в памяти народа, став вечным укором тирании, поставленным напоминанием о цене, которую приходилось платить за защиту своего дома, обычаев и за честь народа. Вот. На этом, как говорится, заканчивается, имеется в виду, и здесь источники литературы, архивное управление правительства Чеченской Республики, в основе РГВА, Кабардинская, так, Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики, Центральный государственный исторический архив Грузии, Сулейманов, Духаев,
воспоминаний генерала Федерова, ну, тут 27, вплоть до Ипполитова. Все эти перечисленные данные вы можете увидеть вот сейчас, чтобы было понятно. Сейчас меня спрашивали, в какой книге, где это описано, где это показано. Сейчас я покажу вам, уважаемые мои друзья, подписчики. Это сейчас и в Телеграме, чтобы было понятно, что это за книга. Вот, это архивный вестник за 25 год. Вот, чтобы было понятно. Всем видно, да? Вот такой архивный вестник. Здесь все документы. Я номера фолиантов всего этого зачитывать не стал сегодня. Но поскольку в понедельник я обычно эфиры, вы знаете, не делаю. Но поскольку я обещал, и вчера у меня не получилось, сегодня я вам обещал, что доведу до конца. Вот, на теречных чеченцев еще хочу добавить материалы, которые нету. Вы знаете, что после переселения появились те селения, которые уже усилились, эти селения, такие как Шахми-юрт, Закан-юрт, Котар-юрт. Вот эти селения укреплялись с натеречные чеченцы, которые перешли, поселились там, основывались. Кто-то осел в Самашке, кто-то по всем этой части Малой Чечни переселились. Конечно, Джамбек Аматов, несмотря на все свои привилегии, человек, который мог бы себе спокойно жить в достатке, получая свои 510 рублей и так далее и тому подобное. Несмотря на это, мы знаем, что возглавил он, являясь зандаковцем. Мы перечисляем там, кто возглавил 4 человека, в основном, которые перечислили, это энгиноевцы, алароевцы, зандаковцы и нашхоевцы. Получается, эти люди, которые возглавили и перевезли оттуда огромное количество людей. Несправедливые отношения. Конечно же, я понимаю, как нужно было описать царской России, вот это массовый переход на сторону имама Шамиля. Нужно было указать, что под разными предлогами, под разными причинами, что это все насильно и все остальное. По преданиям и полевым материалам, которые мы имеем, и с которыми мы общались, и знаем, что переселившиеся люди с одной части нашей родины, северной, переселились там, Шалажи, Шахмир, Заканют, Котарют, Цема, вот все, которые там, Серноводская, Асиновка, Ачудаут, Мартан, Валарг, все, которые участвовали, даже которые поселились там, вот из этих тейпов, которые мы перечислили, они принимают активное участие и в Алирикском сражении, и не отталкиваются, и никто не преследуется, и нету никаких презрительных высказываний о том, что вы были такие, вы были на этой стороне, вы были на той стороне. Из истории мы знаем, что очень многие сегодня мы мало вполне знали о Хамзате Нашхоевском, да, мало знаем о Джамбеке Аматове Зандакском и о других ребятах, которые положили и свои жизни для того, чтобы... Да, Денис Шейх тоже переехал в Шалжи, по-моему. Поэтому очень многих людей, когда мы только изучаем, сегодня мы узнали, что 4 селения, которые были когда-то основаны чеченцам, которые вели торговлю даже с крепостью Моздок, это предмостная правая сторона, это Моздок, Баса, Терская, это Октябрьская, еще одно селение, там, которого сегодня нету, уже тоже на карте нету. Эти селения были основаны чеченцами. Вот. Но эти земли основанные, села основанные, в конце концов их передают Беку Черкасскому. А Бек Черкасский эти земли продает, вы знаете, уже в дальнейшем продает их царская Россия. После этого царская Россия туда заселяет терских казаков. Ну и совместно уже с остальными там ингушей сажает, терских казаков сажает, там кумыков, армян и так далее и тому подобное. Вот, и осетин. Сегодня эти селения находятся, исторически они были основаны чеченцами, но находятся сегодня они в Моздокском районе. Вот, как я вам обещал, вот из этой части, которую мы описали именно, в дальнейшем посмотрим, если будем находить материалы по остальным селениям. Думаю, что
тоже будет. И здесь основатели, одним из основателей там был один кумык был, были Турловы там основатели, да, и Али-Юрта. 3 селения из 15 основаны были выделены земли, чтобы они собирали людей, чтобы они защищали границы правобережья Терека. Ну, все эти моменты, их нужно знать, те, кто знает историю. Зачем это делалось, они описывают, что они становятся зажиточными, когда у них дома, все хорошо, им не хочется ни воевать, что они даже и оружие не носят, а даже есть, оно использовать его абсолютно бесполезно. Вот. Конечно, не совпадает, логически не совпадение, потому что эти все селения, огромное количество, 1000 людей собираются. Они здесь рассказывают, как будто бы на тот период, чтобы прийти 4000 не обреком, а наибом, прийти 4000 воинам, прийти на Теречный район, забрать всех перечисленные там семейства. Это вообще маленькое количество их, вы видели, 13, 10, 3, 4, это вообще почти что там, я так понимаю, ничего нету, не осталось. Сами они бежали за Терек, спрятались со своими семьями. Все эти моменты, эти материалы нужно знать. Нужно знать, сказать, когда вам начинают говорить, вот мы управляли, наши князья управляли, вот кем они, чем они управляли. Никто ничем не управлял. Просто есть моменты, которые непосредственно были, в свое время были под властью царской России. Ну, даже здесь ситуация такова. Возможно, что были достойные среди них, возможно, нет, но рано или поздно человек судился, человек писал, там в первой части я пропустил даже моменты, где он пишет письма и говорит, вы взяли, я вам предоставил товар, предоставил с другими людьми, вы обещали, вы не возвращаете деньги, иди возьми свои деньги, кто мне должен. Ну что это за разговор? Ну, плюс потом начали унижать, нападать, воровать, обворовывать твоих, так сказать, твой народ, и в конце концов накипело походу. Итак, друзья, я на этом прощаюсь сегодня. Мы с вами встретимся в пятницу, что на Сандере Схил. Я, как и обещал, сегодня предоставил информацию. Сегодня есть или нет, я не знаю, Анзор. Эти 15 селений основателей, кто эти села основал, кто восстание возглавлял, кто получал почетное звание, кто вернулся, сколько семей было, куда бежали князья, какой у них был авторитет. Все это мы сегодня в течение буквально, начали 21:30 мы начали, или 22:00, да? Ну, фактически 23, за 1,5 часа мы разобрали этот момент. Я надеюсь, тот, кто не посмотрел, может его посмотреть повторно с самого начала. Зачитывать фолианты, документы архивные я вам не стал. Там 27 ссылок. Тот, кто купит архивный вестник, может ознакомиться. И какие тейпы, изначально какие тейпы, и кто возглавлял. Там были Зандхой, там были Чертой, там были Чермой, там были Билтой, там, кого я еще упустил, были Нашхой, Аларвой, Энгной. Вот все люди, которые были задействованы, которые возглавили этот мятеж, включая одного из главных мятежников Джамбека Аматова, который погиб за свое дело, потому что не хотел, чтобы строили на территории их родины дополнительные какие-то крепости и так далее и тому подобное. Так, по крайней мере, описывается это в этой книге. Я довел до вас, ознакомил вас. Точно так же, кто основатель этих сел и в каких годах они были основаны, вы тоже услышали сегодня в основном. Я надеюсь, что вы из этого извлечете полезную информацию, возьмете для себя все, что нужно. Особенно нам нужно доводить до людей, и чтобы было понятие, что нету разницы между натеречными чеченцами,
и гордыми чеченцами. Хотя, к сожалению, определенное время, все время пытаются вдолбить, вот они такие, вы такие, они мирные, они более боевые, они вот вечно не соблюдают, вы такие тихие, живете, у вас проблем нет. Нет, здесь вопрос не в этом. Вся суть заключается в том, что мы все и внизу, и вверху мы один народ. Сандаковцы, биноевцы, алироевцы, энгиноевцы, чертоевцы, эшбатоевцы, да кто бы то ни был, из тех людей, которые, кто бы то ни был, из тех людей, которые мы перечислили, все они появились, спустились с гор. Все, без исключения. Ну и в горы, опять же, почему поднимались горы, почему мы уходили в горы, почему горы это защита. Потому что когда не справлялись, в самые тяжелые времена, место, где укрыться, к своим родным корням уходили. Понимаете? Это не говорит о том, что плоскостные территории нам не принадлежали. Нет, принадлежали. Огромные территории принадлежали и за Тереком, левобережье Терека принадлежали. 2 миллиона скота, рогатого скота, там большого, малого рогатого скота, было отогнано во времена Ермолова, когда он сказал занять междуречье Терека и Сулака, и после его начали называться Кумыкской низменностью, Кумыкской равниной, точнее, простите. Это огромные территории, куда зимой, во время зимы, во время тяжелых, особенно зимой, спускали скот, а внизу температура именно Мохник, Уаштах, Наурях, там была очень мягкая погода, и скот мог зимой пастись внизу, летом на альпийские луга в горы забирали. Вот эти все моменты, они тоже описываются, они тоже есть очень богатые. 2 миллиона скота, это чтобы просто-напросто управлять, и какое количество населения. В Кавказской войне за 20 лет этой войны мы потеряли почти что треть населения. Как бы мы хотели, не хотели, признаем, не признаем, факт остается фактом. Сегодня огромное количество могил вообще там, где нету никаких кладбищ, мы находим. Мы знаем, то реки подмывают, то оползни, кости, 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 кости. Понимаете? Это все нужно знать, это все нужно учитывать. Что здесь делали Турловы, что здесь делали Мурзы, Беки, Шахи, как они управляли этими землями, как во время реконкиста их отправили обратно домой, как они не справлялись с чеченцами. Почему? Потому что только когда чеченцы начали увеличиваться, они начинали непосредственно демократический подход к правлению, а это не устраивало. Много раз мы зачитывали, есть документы, где просят эти же князьки местные, да, которые сюда пришли, как они просили эти земли у царя, как они просили утихомирить и прислать там терских, донских казаков, чтобы чеченцев побили, и они опять стали нам подвластными. Это все было, и эти документы есть, и этого не скроешь. Всегда кто-то пытался быть посредником между нами и между там государством, которое было более сильным. И только вот определенное время от времени мы сами были хозяевами своей Родины, а не кто-то нам показывал и указывал. Но нам хотят навязать вот этот стереотип о том, что вы сами и вы ничего не можете. Шубарт бачу, там, Теркистиниш отдельно, Халаниш отдельно, Оханиш отдельно, городские отдельно, Ачхой-Мартановские отдельно, Нажуртовские отдельно. Нет. Мы не отдельно. Так нельзя судить. И это делает только тот, кто хочет нас разбить и уничтожить. Валлахи, биллахи, талахи. Это именно так. И единством там не пахнет. Они целенаправленно пытаются раздробить нас, назвать, оскорбить. Вот вы такие хорошие, правильные, а вот там неправильные. Подожди. Неправильные ваши. Эти неправильные, это твой 4-й, 5-й прадед. То есть, когда он был там, в горах, он был неправильным, спустился Теркисти, сел, он стал правильным, что ли? И что за потомок, который будет осуждать своего прадеда, который жил в горах, за то, что он больше был свободолюбивым? За то, что у него было меньше земли?
Но несмотря на это, он не продал ни честь, ни гордость свою. Вы что говорите? Вы что несете? Это история. Из истории нужно непосредственно брать примеры важного и нужного для нашего народа. Что мы никогда не разъединялись. Чтобы по пустякам не брались за оружие. Что когда приходит какой-нибудь там Хангулбич, я не знаю, поднимает там, говорит, и давайте начинать революцию, посмотрите, откуда он. Почему он у себя дома не поднимает никакую революцию? Почему там не проливает ни капли крови, а должны это сделать чеченцы? Ради каких угодно, без разницы, политических амбиций, религиозных амбиций, территориальных амбиций. Нас зовут и говорят, давайте вместе создадим, а когда туда влазим, в конце концов, мы никогда не забудем, как вы напали на нас. А когда пели, когда приглашали до начала Второй войны, мы же помним все эти высказывания. Давайте воссоздадим имамат Шамиля. Разве не было таких лозунгов? Я-то был в то время маленький еще, но я прекрасно это помню. Вот так обманули. А сегодня говорят, что мы напали на них. Что это говорит? Они сами у себя дома должны провозглашать и сами у себя выбрать своего начальника, пускай у себя этим занимается. Мы должны заниматься своими проблемами, своим возрождением, своим объединением. Это важно. Самая главная цель – это единство нашего народа. А заключить единство возможно только при одном условии. Если мы будем друг друга слышать, если мы дадим друг другу высказаться и не упрекать, и не оскорблять друг друга. Прийти к единому, как говорится, мнению, не во благо моего кармана или моих политических убеждений, во благо нашей Родины, нашего народа, чтобы ему было хорошо. Чтобы в истории мы поправили и исправили эти ошибки, которые допускали и допускаем до сих пор. Почему какие-то непонятные люди, непонятно от кого произошедшие, пишут всякую ересь. Тебя 100 раз мне закинули, тебя 100 раз опровергали. Вот посмотри ролики. Я захожу сегодня, смотрю там опровержение Башлама Чимаева. И рассказывают. Я говорю, что нас звали нахчиматянами. И они опровержение делают для меня. На самом деле Волкова указали, это не нахчиматяне, это яксаматы. И яксаматы жили где-то на Танаисе и так далее и тому подобное. То есть я должен каким-то незаконно рожденным, непонятно от кого произошли, то ли от монгол, то ли от армян, то ли от сикимцев или чингачкуков каких-то непонятного происхождения, мужского, женского пола, которые пишут закрытыми аватарками, я должен их послушать о происхождении моего народа, а не ученых, которые Грузии, не ученых Армении, не ученых той же Абхазии, Гурам Гумбат, который написал о нахчиматянах, очень много. И карты плюс указывая. У него в книге указывается 66 раз слово нахчи. 63 раза нахчи и 3 раза нахи. И несмотря на это, он все равно, чтобы ради братства, нахи назвал. Почему мы, 1,5-2 миллиона народ, должны ради какого-то мнимого братства или мнимого соседства убирать свое истинное название? Я не название тейпов говорю. Тейпы и тухумы название оставляйте. Почему? Почему мы всегда должны кому-то подглаживаться? Почему мы должны быть мягкими? Я, честно сказать, в этом понимании, я не знаю. Одно читаешь книгу, доказываешь. Вот сейчас в пятницу мы будем дальше разбирать. Вы посмотрите, я читаю это, я просто с ума схожу от этого. От этой несправедливости. Эти люди годятся мне в отцы, и они занимают большие должности, огромные должности в учебных, научных заведениях.
там одно опровергает. Про башни, меня опровергают. Да, зачем искать, закидывать документы, опровергать меня? Я там что-то сказал, остановили. Нет, это не так. Прямо какое-то, я не знаю, мания, чтобы опровергнуть. Зачем? Наберитесь мужества. Я уже 8 лет сижу в этих прямых эфирах с 18 года. Зайдите. Вот ты говоришь так-то, это неправда. Объясни это, покажи свое личико, Гюльчатай. Покажи. Если ты человек, покажи. Если у тебя есть честь, мужество, да что. Но даже в книге, вот я говорю, вот документ в этой книге. И основываясь на этом документе, наша история так-то, так-то, так-то написана. Если ты опроверги, если признали научные круги, что ты говоришь правда, никаких вопросов нету. Я говорю, что Берже называл Нахчи, он потом рассказывает, что у Берже есть в книге, на такой-то странице родился от Турпала Нохчу какой-то мальчик, у него в руках легенда рассказывает, у него был в руках сыр, и этот сыр, из-за этого сыр их назвали Нехчи, и это название, там, сырники, вот так пытаются. Но у вас есть легенда, что вы произошли от армян. Есть ли такая легенда? Есть. Я хоть в одном месте вам говорил об этом? Не говорил. А я ведь точно так же, как и вы, могу это использовать. Причем написано, вашими же учеными написано это. Ладно, Бержета, там, завоеватели, там, царская Россия, он-то записывал, ладно, не суть. Сколько легенд у вас таких? Я возьму вот эти мифы и предания, как издевались над вами арстхоевцы, акинцы. В этих мифах и преданиях рассказывают про танцы, про палочки, которые продевали, как вырывали одного и того же человека 4 раза. Но у вас нету ни стыда, ни совести. Вы лезете в Панкиси, вы лезете в Аух, вы лезете везде, где можно. Там в Панкиси вам сказали, Тхонохчиду, мы чеченцы. Мы здесь проживаем 200-300 лет, но мы всегда были кистинцами, мы чеченцы. Вам там дали пинка, вы нет. Вы переходите на сторону грузин. И когда в 2019 году произошел инцидент в Панкийском ущелье, вы начали защищать и говорить грузинам. Панкийские чеченцы хотят объединиться с Чеченской республикой. Алейкум ассалам, Моша. Разве вы этого не делали? Разве вы не писали такие комментарии? Писали, делали. Но когда панкийские кистинцы, чеченцы отстояли, и достойно отстояли, вы начали говорить, ой, войне, братья, что вы, ищек долдиз. Я наблюдал с первого дня это. Скрины, все это было есть. Потом мы занимаемся ауховским вопросом. Не задевая вас, вы переходите и говорите, что якобы акинцы и астхоевцы, которые ушли, сбежали отсюда, были убиты и убежали от чеченцев с востока, с запада, и переселились к дагестанцам с востока. Вы занимаете позицию полностью, позицию тех же новолакских лакцев, сюли и так далее. Хотя нас же упрекаете то, что мы якобы имеем отношение к аварцам. Что сюлиш и индубош, что он упрекает ясмадаришу, но вы побежали к нему и рассказываете там, что у вас 4 улицы в честь имама Шамиля. Вы упрекали нас, что мы воевали на стороне имама Шамиля, и что у нас погибло столько-то людей, и что это невыгодно. Посмотрите видео выступления Султыгова, Сереждина и многих других, и Нурдина, когда он был живой. Вы утверждали, говорили, зачем вы воевали с имамом Шамилем, вы пошли под них, легли и так далее и тому подобное. Вы не говорили этого? Говорили, но когда все начали, кавказские народы, хвалить Шамиля, его позицию, и тем более чеченцы, что были на его стороне, вы что начали писать сегодня? Вы начали говорить, что оказывается на стороне имама Шамиля было огромное количество наибов, мул происхождения ингушского. Разве это не так? Как же быстро вы можете менять эту позицию?
Наше дело решать вопросы в Панкисе, наше дело решать вопросы в Аухе, наше дело решать Урду-Махка в Иордании чеченцами, наше дело вопрос решать Хумкар-Махка в Турции чеченцами. Если вы не лезете к нам, нам дела нету. Я никогда ни один раз не садился и не пытался переводить или говорить, что обозначает слово Ингушетия. Не занимался говорить, что такое галгаевцы. Не занимался разбирать транскрипцию ангуштовцы, юнгуши, ингуши. Не занимался никакими вашими вопросами. Хотя разобрать это точно, почему халхаями звали, я же этим не занимаюсь. Мне некогда, я занимаюсь своими. Но когда вы начинаете переходить на личности, переходить на нашу историю, тогда мне приходится отвечать. А как поступать? Не надо снимать ролики, где вы меня якобы опровергаете. Вы меня приглашаете к себе. Вы приглашаете там, да, приезжай в горы, ты приезжай туда, сюда. Не надо этого всего делать. Сидите у себя дома, нажмите кнопочку, зайдите в эфир, не материтесь. Нен ой Хаметикцевич, де ой Хаметикцевич. Шейла асалам ло шейнсала, ваша любимая, привет, али чудовле, и опровергните меня в эфире. Вы супер грамотеи, гений, если я говорю неправду. Вот и все. Не нужно никуда ехать, напрягаться. Сегодня за 1000 километров то, что вы едете, где-то это все не нужно. Сегодня можно это элементарно решить, просто сев в прямой эфир. Я вот рассказываю историю Грузии. Вот мне она интересна, взаимоотношения грузин и чеченцев, взаимоотношения кистинцев в Грузии. Мне это интересно. Но не власти вы туда, это вас не касается. Это вас не касается. Мы прекрасно знаем, кого грузины называли кистинцами, кого называли кистеби, как наше все, одно время вся наша территория называлась Кистетией, кто нас называл дзурзуками, кто нам называл дзурзукетией, ва алейкум салам, Софику. Мы это все знаем. Знаем, что вы это делали и остальное это. Но оставьте, не лезьте. Я не знаю, вы как вечно проехать на чужих, а заходите мне, начинаете говорить, вот ты не можешь без нас упоминания, валлахи, биллахи, таллахи могу. Я бы не упоминал вас вообще. Вы помните, был меморандум, когда мы сказали, что не будем друг друга вообще трогать общую историю. Я начал писать свои дальше публикации. Дело в том, что на протяжении 70 лет у нас была общая республика. Вы знаете, да? Не 70 лет, простите, с 1934 по 90-й год. Ну, плюс-минус, да? Сколько это получается? 66 лет, да? Были вместе. За это промежуток времени написано очень много книг. И там написано чеченцев и ингушей. Везде. Ну, ради солидарности, объединения. И я пишу чеченцев и многоточие. Вы начали вонять и поднимать. Вот чеченцев написал, убирает, подделывает, убрал ингушей. Это же ваши слова. Я многоточие поставил, чтобы не написать вас, чтобы вы не задевали, не говорили. Во всей литературе научной, везде, во времена ЧССР, везде пишется Чечено-Ингушетия. Пускай это будет даже оба за главные большие буквы. Вы что делаете? Ингушетия большой буквы, Чечня маленькой буквы. Ну что это за комплексы? Что это такое? Стыд и срам. Вы говорите, мы должны вам молиться, благодарить за то, что нас не утопили в Каспийском море. Вы говорите, вина депортации это наша вина. Ваши писаки это пишут. То вы благодарите, когда вы вместе, когда у нас что-то общее, а потом вы уходите, проходит 30 лет, вы говорите, я молился Богу и говорил, назло чеченцам и осетинам, дай нам создать республику. Это же ваши слова. Это ваши слова. Это ваши книги. Я же от себя ничего не говорю. Если у вас есть конкретно претензии, к чеченцам, высказывания к чеченским политическим деятелям, ну, допустим, грубо говоря, да, в книгах, в Совете старейшин и так далее, или даже мною сказанное, зайдите,
показывая лицо, скажи, вот здесь ты не прав. Достойно, красиво. Не надо говорить, береги спину, мы тебе ТБ сделаем, алейкум ассалам. Тебе платит Путин, Сурков, тебе Рамзан Кадыров платит, Даудов Мамад. Вот сейчас Даудов Мамада не станет, куда ты. При чем тут Даудов Мамад? Я его уже сколько лет не видел. Он пару раз ко мне в эфир заходил, еще в те годы, когда он был председателем парламента. Единые сердца. Чеченцу нет роднее ингуша, а ингуша чеченцу. Вот зачитываешь эту книгу, ты думаешь, читаешь дальше, параша, вы украли, вы забрали, вам это не принадлежит, вы должны не по этому году, а по этому сделать, вы то сделали, вот то. Как это понять? Как это понять? Вы ложные публикуете карты, я вам говорю, показывал, мархабата, пичмабит, аркарт багдачун, я очмар мартан, я урус мартан, я сеймаш, я силновоск, асинов, шуячун, я хилаячун, и ногчичу юшун, я вам говорю, закидываю, что вы делаете? Провокация шьяшло. Он не даешь братству. Так при чем, почему на мне братство должно держаться? Почему шей пич-бич молнах аж соут собо? Аж пич-бич таш соут боишь, мадахки карч алиш, мои и пабрикушки алиш, скажите, почему? Зачем лезете в наши ауховские вопросы? Зачем вы лезете в наши панкийские вопросы? Зачем? Начинаете считать там, какие-то деньги. Вот сегодня, вот сейчас, чтобы было понятно, ага, сегодня у нас эфир идет 2-3 часа. За 3 часа задонатил один человек. Ну, поскольку это один, я скажу, он задонатил, это считается большой донат, он задонатил 500 рублей. Это считается большой, а так 50-100 рублей там, и тому даже не бывает. Некоторые иногда, вот как вы думаете, я это делаю ради денег? Нет. Что мне кто-то за это платит? Нет. Несправедливость человеческая. С одной стороны сели, валикум ассалам, а с одной стороны сели, там, чертят до самого Аргуна, это все наше нуцалство, нуцалханы наши, боже, хамил шляшбу. Какие нуцалы, какие беки, какие мурзы. Я вот зачитал документ 1830-40-х годов. Они убежали за Терек, спрятались среди казаков. Испугались 2-3 тысяч пришедших чеченцев с гор. Со своими семьями убежали, скрылись. И фамилии, имена их называются. В таком плачевной ситуации они были. Что они могли сделать? О каком правлении чеченцами вы говорите? Это когда 1-2 чеченца с маленькими детьми пришел и начал заниматься возведением земли, когда вы там окружили толпой и говорите ему, ты будешь нам платить за эти земли, вот за это? Вначале он может согласиться, потому что, чтобы сохранить свою семью. Но спустится второй чеченец, третий чеченец на свои земли. И вот, когда чеченцы займут свои земли полностью, они такой пендаль дадут. И дали, и прогоняли, и убивали, если вы несправедливо относились. А если по справедливости, тогда уже относились хорошо, с уважением. Я тебе скажу, зло, цена зла, ответ злом. Цена добра, ответ добром. Только при умноженном состоянии. Видишь, там было. Да я, честно сказать, где-то, в принципе, мы должны понимать, что здесь проблема не столько в том, что были, нет, это история, я понимаю это все. Но когда ты сидишь с умным лицом и пытаешься объяснить, вот вы нам платили молодому человеку, который не знает, допустим, историю, к сожалению и к стыду, потому что его родители скрывались, пытались его уберечь от смерти за 2 войны чеченские, которые все это длилось 20-30 лет. Это сложно. Воспитали целое поколение, которым некогда было заниматься историей. Надо было выжить. И сегодня вы ему рассказываете, вот вы нам платили дань,
Вот начинается здесь. И чеченец, который никогда никому ничего не платил, имеется в виду в том положении, как вы говорите, в рабском положении, это приводит к конфликту. Возможно, к бытовому, а возможно и привести к летальному исходу, убийствам. Просто из-за незнания. На уровне национальности, скажем. Да. И начинается межнациональная рознь. А кто это занимается? Кто этим занимается? Кто занимается подстрекательством? Кто выбрасывает в интернет-пространство это все? Ну, кому выгодно, кто на этом живет, работает. Поэтому чеченцы всегда относились с любовью, с уважением к своим соседям. Абсолютно верно. Реально. Почему? Потому что... Можно я перебью? Бяхмабилла. Да. Если больше скажу. Единственное, на Северном Кавказе национальность чеченцы. И более того, ингуши не являются какой-то отдельной нацией. Это один из типов чеченского народа. И единственный народ, который на Северном Кавказе всем приходил, и не только на Кавказе, и дальше за Кавказом тоже приходил всем на помощь. И всю жизнь мы воевали ради того, чтобы не порабощали другие нам соседствующие национальности. Войновчий дух, мы чеченцы, мы все время, понимаешь, убытки находились. Мы тратили своих мужчин, мужей, которые воевали за Кавказ, за справедливость. И всегда. А пользовались этим другие некоторые нечестивые умыслами, оли, райскому. Злом и помыслами. Умыслом, помыслом. Да. Совершенно верно. Мы все время, и вот благодаря нам, именно чеченцам, ну вот даже вот я служил 88 по 90 год в армии. И там были разные национальности Северного Кавказа. Там, когда они свою нацию называли, их Бяхмабилаш. Сегашей Оман, ну, когда они свою нацию называли, а это кто такие, ты кто можешь, да, Амелдур. Короче, дейцан, кеген, в итоге олар, я чечен, да, все, ногче боишь бу, а гош боишь бас. Даже черкеш буй, которых и карачаевцы, которых я искренне люблю, уважаю эту национальность, даже иш боишь басар, чечен олар, массар. Хэнстахан шаш пекам дубош был, валы буй, царь ингуша, да, тоже не понимали. И в итоге им приходилось говорить, Сармат, адел дома и сообщение. Короче говоря, чеченович, все, понятно. Энс куза, энс ашвал, окрой мох буй, куза, асис минимум замминистра обороны, он Саша Чечен, Рома Чечен, еще один Саша Чечен, еще один блоткомитет, еще у нас перечислят те же. Вейх просто вейс болбини, вейн улляхил, вейн алха халкин, кузукрой махкаса, твои чадах шуза. И именно вот пользуется этой маркой вейс эрхбаня, вейн улляхил эрбаня, определенных успехов люди достигли. А уахуэшен, тем более, мудюсер дуя, делдуя, и зумиш дуй, тыш болна. Видимо, это на руку им, Кетиоша. Да ладно. Видимо, они так. Я понимаю, возможно, хотят самоутверждаться за счет этого, но самоутверждение это нисколько, конечно же, за счет чужих, даже родственных тейпов, это маловероятно самоутверждаться. Ну да ладно. Ладно, уважаемые друзья. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Анзор. Салам алейкум. Да, зараз, смотришь, его
Ты услышал сегодня то, что... Не понял. Ты услышал сегодня материал по натеричным чеченцам? Услышал? Успел? Конечно, я слушал весь, все, слушал, да. Все, хорошо тогда. Был такой момент, что, то есть я слышал от старейшин, как, так сказать, вот эти вот поселенцы, которые жили за Тереком, да, переплывали через Терек, как воровали людей, детей воровали, как, короче, за них еще и требовали выкупы. Такие моменты, то есть, слышал я от старейшин. Да. Это было взаимно, поверь мне. Даже вырывали, и скот вырывали. Да. А когда чеченцы забирали ворованный скот, то есть либо соразмерно, так сказать, перегоняли скот обратно, их называли уже преступниками. Ну, варварами, конечно же, назовут. Шабатус терки, алхинцам, шацаботу терки, алшабешка, что ему шабешка, вот шатихол, дияшар, уэнохчи лечь вашала, иштехни, так нохчи диаболи, сиядохшала, дюйч хазак сум барзян, варю, вот цыгай, шестом холишкала, и ларлахало, это его дияхни сиядохш. ومش حزك بقي شعبيش. Да, не без этого. Он бадик дейсла. Ну, это, честно сказать, освободилась. Так, сейчас. В Телеграме у нас эфир продолжится, в Инстаграме мы заканчиваем, YouTube и Телеграм чуть-чуть я продолжу. Всем, кто был в Инстаграме, слушал Масан Дейрес Хил, Бьюсталдек Алюэл, ждите наш эфир в пятницу. Мы будем дальше разбирать эти сказки, написанные на документах, фактах и комментариях. Думаю, будет интересно, вы узнаете много нового, а возможно и нет. Возможно, если вы не придете, не послушаете, не узнаете много нового. Также приглашайте все больше наших подписчиков. Я рад, что вы сегодня в понедельник, в рабочий, так сказать, день, потратили такое внимание для нашего эфира. Масан Дейрес Хил, Бьюсталдек Алюэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Проблем. Не, Асаин, для меня был. Худу соцу на телечном районе Мауи, для меня это было очень интересно и полезно. Ты знал, что в Моздокском районе остались наши земли? Ты знал об этом? Нет, то сегодня только я узнал об этом. Ты же знаешь, о каких селах там речь идет? Терская, Предмостная. Ну, по-моему, я полагаю, что это уже дальше Лома-Зюрта, дальше территории, которые идут, вот да, они, наверное. Да. Лома-Зюрта, Тамаяна, первая Октябрьская, потом Терская, потом Предгорная, а потом уже Моздок. Да. Эти территории знакомы. Саунду бяхмалилыш. Сорезович саунду
голый щи, ногче щи, сон все равно родине он крапота о шухаздаса. Свек хач, голый ногче сахамду. Его и тейп до голый. Просто зажимал щищется, амолил, шкуль сас. Ну, даже в семье два ребенка разных характеров имеют. Иштумду. Дюсермду, чаш отдельный нации, но чеш дюсерду, голыш дюсерду. Но амцакдуй. Ну, другой подход, другое воспитание, у всех разное, сундель. А кто говорит, вот, хорошо, вот ты говоришь, я не согласен с определенным. А кто в нашем эфире говорил вообще или утверждал, что WhatsApp, да? Нет, я не про наш эфир, который сейчас тут проходит, эфир, я со свечек. Просто в жизни тоже много раз. Ну, цогна, химо приятня, цакхульшку. Бяхна билыш, элэр. Саума, да, соук, например, я считаю лично, я все равно вижу какие-то культурные отличия ингушей от чеченцев в любом случае. Ты такие, вот ты можешь хоть 3 отличия назвать? Например, яркий отличий, например, головной, женский головной убор, например. У них как бы шапочки, да, а у нас платки женщины носят. Ну, это очень даже... Анзор, ты такие смешные вещи говоришь. Я думал, ты что-то глобальное, что-то откроешь, что-то в эфире. Я ничего я не собираюсь. Я могу тебе назвать. Ну, назови. Одно отличительное, которого у нас которого нету. Например, стонсхуай гаищият. Воем гаищуешь. Ё. Ничего страшного. Отличие? Нет, отличие или скажем, нет? Это такое, знаешь, смешное отличие. На самом деле, это почему? Нет, нисколько. У них свои... Нет. Нет у чеченского тейпа, у которого запрещено видеть стонан. Нет чеченского тейпа. Ни одного. И вообще, ладно, не буду я эти вещи говорить, потому что... Я тебе могу еще назвать, но я просто, честно я тебе скажу, просто со мной спорить на эту тему невыгодно. Почему? Потому что я могу тебе назвать ряд таких вещей, не только 3. Но я не хочу этого делать. Ты просто сказал, что... Долче, да, у нас я спорить не буду, но я на своем стою. Ты меня извини, конечно, дорогой брат, друг, собеседник. А я тебе скажу. Сун голый отдельный камсах есть. Сун голый тайпниш шортду. Кибеш. Короче, их много. Миш пубара. Я вообще пример привожу. Голый шорт тайпниш. Никакого примера о том, что эхка является голый тейпом. Не, я не в этом плане говорю. Я имею в виду, что хажа беной буйнин сана да гештольсон да бончан масана да гештоль хажа сана жимчает хар беною. Эс беношу погоду. 3 ветки. Именно жимчат харчаню абая. А 3 ветки аудио здесь 3 хилцаунцига. Ну, я мало грамотен в этих делах. Ну, я поэтому что тебя исправил. Но я в целом говорю просто сейн хезек на самом деле хажал со сада ялку у гелгнер. Соцер гелгнер у шорт гергер нах бусацига. Шичой, мягчой, дейвоша. Ну, ногчего, понятное дело, я это мы не оспариваем. Гümsya, аш, девижри, буса, шорт, шичой, буса, цига.
в целом, шабершин даже в этом колдах урвельчдуй, если начать искать, войну аса гергелох ремек. So earlier, the Ну, kudu, да. in саносюй А, много бекерю, так. с вещи бершду, цер бершду. Короче, ищ надует штука на самом Много деле. бекер будешь? Евлоева, Масло будешь? А? Евлоева, ну, А, носуца евлой бук. Евлоева. А? Ага. А, евлой бук, хейти, со, хейти. Som maslо будешь, а хочу, а много бекер, а я цунде хочу. Ну, свободный дишь, да, всю жизнь жимол, дюн эренс, лил шусо. Ну, не то, что вообще, да, он цена, а ищца, короче, хлеб насущный искал, короче. Ищ каргер, шунсан, и он садуис, он тейк ниш кадек. Ну, сон саум, и да, имануэню, и чукуш, дуй, ца орс хоеш на квестен, ё, дал бухастан, еще кетто. В целом, голове сейчас отдельно там дубош. Отдельно там да, с ногчи бу. Ходинем час, там дойзе что давай ногчи мот бьюч. Дойза? Сонунца дойз. Дойза, Милнак дуй. ола бук. Мельш бу? Ола бук. А бойзи бас, бойз ба, ола бук. Давай, отдельно там да, сиш ногчи бу, это Если один. да, он точно цара. Будь готов, ола отдельно кам да цара цара. Страшно захейти твиро. Да, Савалет, ну, es neх выборse, нех шей, например, например, Выборка ин если. сейган алвадин, о сейган ахпо, сейган убо, башлам убо, es анзор убо, вей цеюква, и шеш, хам дубосе, выбор уважать ездил в любом случае. не, вы уважать, я шуй, вы синция томбу чхена, первый том был чхена, Руслан Аоша, мы в одной школе учились, правда, он далеко раньше меня и закончил 11 школу внизу на Катаяме. Уерсер, я с ним встречался, когда он стал майором, и Героя Советского Союза ему дали, он приехал на линейку директора, что Хатака, он сам хулиган, вот что в 11 школе. Хатака, он сон насиат Олисуна, ну, типа, нравоучение он меня учил. Ну, не напрягал, конечно. А так, Мегардас, туда-сюда. Он жил недалеко от меня, по соседству. Есть момент. Ну, допустим, мой первый том был Шайна, и Руслан Аушев, президент Волшайна. Чечена, Ингушетия, Волшайна. Вообще, вот так надо начать. Чечена, Ингушетия, Волшайна. Чечня выбрала, Чечена-Ингушетия выбрала один путь. Независимость. И первая об этом декларацию заявила, что это некоторые, короче, признали. Аушелс, короче, Чечена-Ингушетия и Волчегар, Чечня Халартах, мы провозгласили Чеченская республика Ичкерия, потому что Ингушетия приставки, да, и приставка Гундинер, Хайшон, Гапур Ахри, туда-сюда, целый, и тахан дуодель умдачуны, кенте. Это веками разделяя властвует было, что ердует, на самом деле, там Цахду, ну просто там очень сильно, извиняюсь за выражение, мозги наполнили ненужным этим фекалием. И вот люди думают, и постоянно противостояние. И вот, ладно, скажу, пускай меня камнями закидают, чеченцы, ингуши. Чеченцы нет, но так называемые ингуши, один из тейпов, и от них много тейпов есть. Ладно, это тоже проехали. Вот вейс, да, имам сагаму, ёлш, вейс, и слушай, и умышлюсь. Даже отношения, и хири буй, отсал, маскал, лелин, так называемым, сейчас я два пальца скривил. Царь уже ближе букваш, вейс, о, я хайбовиш. Вы обратили внимание, допустим,
Хо гаскачун слеч дуй, хо иша, ятула, без разницы, им гаска воруль. А галги, любой кеч тайпон нохчи, леч дуй, yok гамули, леши, волши, тяж умш дуйчи, и умш. Ишадек эс дюхсна диндуй войнюк и тимтош дуй. И вот на этом протяжении 200 Да, махай колдош нах бухтешиш, войн юқи, питантуйсиш, войн ихахуша, войтерк игадош дел да маледер нах тухойдам. Дела и духос дюйчтек, войн уже пора очки розовые снять. И это дуйч. Асал не охчо, а dia канал чо аси. Эльч дуй, вы конкретно война будет, должны уже войга хайкал хильдиз, хильдиз маальня, хиль эльч дуй хитрость богма, да, если я не ошибаюсь. Аси эльч, да, сунта толкш дитарк. Ну а что ты? Меня заклевали из-за того, что я сказал. Хитрость – это определенный аспект ума человека. А если говорить масштабно о нации, то это очень важный фактор. Вайга хильхильдиз. К примеру, я говорю, инсталл жидкий бас, та угар дух бела, лишь даже 1 миллион бас, но тогда человек дешем будешь, массана, особенно хоз укрой бака, Америка, Канада, ну, нету такого места, где их нету. Точно так же военнохче был там, к сожалению, военнохче Арианс Европе, Кеченал, ищ, эсна, битаться, битан, дайса больбу, шинтамон, бандолш. Неважно, под каким этим азулем они заходили, Берин, операция, ЕЕЗ или еще что-то, суть не в этом. Но сейчас болчига, то он сан, его положение, да елдыш вачунсы, сам предвзятый, санги уж. Болтик, я по фактам сужу. А факт таков. Том лишь дина. Том лишь дина. Вейса мулерда сабуй хильдахот и что ну, мол консолидация должна быть. А вы волши крыл. Валу шук человек. Хенс, допустим, сохарствила. Сунта толкштят, что сун хатяс, хадис, здесь хажал мэрбек, хонис, ватсон. А хоп за карстону альдуй, иштом хальдис, а вы кахитам битс биновой. Allah дайлу бел кахитам мабуй, дакчо. Ла сала, цискан кюка хакка, жален кусок квестна. Адман, хаздог, хаз, ну, хаз вельвель, хаз мерз дош, окчун, жимчун, хасна, иум дуй, жим датет тануй. Вой нохчешка, и да мам хидду. Вой да мам волши кара, волгер чуквой, волла. Эс гайска чо хук тешем бяк бичи, гайска бо куду, ну, нохче восак, я это имею в виду. Керст худари бусал без разницы. Кыяч кома волчун, шадолгум, вой дахлюч, ну, прощай. Майрбек кубаля. О, майрбек куса. Майрбек. Ах, определить моды, борт буй, борт консолидации. Киечдул, амнеш сами сравнить дела, просто бытовой жизнь, наханю агирс, ломш, так, войну адал, гилкш, улкш, на другом уровне двигу дома, вообще несравнимому. Не, это я это понимаю, разумею. Просто киеч кусо, и сумно. Суэл так буду вы вообще не то, что курал ешь, да, лорволь, да чу курал ёсер. Суэл так буду вы ногчи сан, вы адачи, вы гылкши, и умш киеч комш када дас, эттия. Сундел, и хадакеш, дукна, хадакеш, дукна бут. Это ногчи чего, са аудалу, са ондич, это палбич. Сгалыш, киеч коман, я не знаю, ну как я жималку смайлер, ду, суналы, ногчи, ой, саду. Дас был, шига ваху, шан сотрёкал, что я помню эти митинги, и латтен, что ли, туда-сюда, ну и специально раздувать я шум,
Просто Хельч специально дяш ум хельчиш. Арабел шенах соцу цабиесар. без хажа хадеуду Соц хазла, майрбек, соцу асахельч. Цар дин клинч язош хельч. Тан кане ичхельш бельшен питан дучхельч. И клинчам вайби цаюш масай. И мишгиш юш. Üç ermoş yüz, gürciş yüz. Hokva layazen, hokva kam siyah yoş, hadoslu komana. Это книжка, я за есть моя шняха. Что это? А что это? Чеченцы вроде говорят, что они такие, а здесь они тупые, неграмотные, безродные. Уже будет поздно. Это сейчас смешно. А они уже мы считаем, к сожалению, у нас такое понимание, достигать истины и справедливости кулаками и оружием. Вот мы считаем, это реально, вот это действует в 21 веке. Но это, к сожалению, не так. Да, к сожалению. Это 50 на 50 сейчас. Почему? Это раньше можно было бы что-то сделать. А так, я скажу таким образом, что по моему мнению, люди должны заниматься и образованием, и физической нагрузкой. Отсюда, завершая сегодняшний эфир, я хочу сказать так. В любом случае, в любом случае, мы должны понимать самое главное. Мы никого не отталкиваем. Мы не говорим, что это не наши братья, что мы не называем их. Мы говорим братья, сестры, но это должно быть взаимно. Когда только мы говорим, вы наши братья, а нас поливают по носам, извините меня за мой по-дебратский язык, тогда это уже получается, что мы навязываем свое братство. Навязывать не нужно. Если нас не будут трогать, мы не будем никого ничего трогать. Тот, кто о нас гадости пишет, мы будем заниматься непосредственно этими людьми. Но сидя под боком, этим пользоваться и оскорблять, я это считаю неправомерным и незаконным с точки зрения морали и нравственности. На этом я сегодня заканчиваю наш эфир. Мы встретимся с вами в пятницу. Эфир Махельня хочу шхервон. В принципе, не добавить, не убавить. Без бутбула тебе марш тудук болсын. Масера бюстал. Амин. Ассаламу Алейкум. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa kalian dari description. Mana skopan amal skopan